Здравствуйте. Да, здравствуйте. Коллеги, добрый день. Вы тоже вылетали на время, да? Не слышно вашего звука. Коллеги, Сейчас всем слышно. Слышно, спасибо. очень хорошо. Коллеги, еще раз добрый день. Я думаю, те, кто хотели, они подойдут. Мы начнем тихонечко, да, потому что регламент есть регламент. У нас время отведено с 2 до 5 мы работаем, в 8 уже все секции заканчивают, извините, в 6 часов все заканчивают работу, и идет обобщение результатов работы конференции. Итак, разрешите приступить к работе секционного заседания Международно-практической конференции «Рахимовские чтения-2021». Конференция посвящена 20-летнему юбилею факультета психологии БГПУ имени Акмуллы и памяти профессора Ахмед Закиевича Рахимова. Небольшая историческая справка. Факультет психологии был открыт в июне 2001 года, и он стал первым факультетом психологии государственного вуза на территории Республики Башкортостан. Основателем и первым деканом факультета психологии была кандидат психологических наук, доктор педагогических наук Фатыхова Рима Мухаметовна. Сегодня факультет психологии развивается, продолжая заложенные традиции в русле современной психологической науки и практики, а также требований и стандартов нового поколения профессиональной подготовки психологов и работников республики. Всем известно, что в связи с глобализацией во всем мире наблюдается рост социальной неопределенности, ускорение и фундаментальность социально-экономических изменений, появление новых видов информационно-коммуникативных технологий, порождающих новые риски и угрозы. В связи с этим хочу выразить уверенность в том, что наша научно-практическая конференция продолжит анализ тенденций развития современной психологической науки и практики, мобилизует и активизирует научную мысль на поиск и решение актуальных проблем. Хотелось бы отметить, что в работе конференции принимают участие представители всех уровней образования, руководители и специалисты психологических служб и центров, ученые высших учебных заведений Республики Башкортостан, регионов России. Всего поступило 140 статей. На данный момент сборник публикаций подготовлен, вычитан редакцией. В течение этой недели сборник будет размещен на площадке факультета психологии БГПУ имени Акмуллы и представлен в e-library, то есть зарегистрирован в РИНЦ. По поводу географии публикаций и участников научно-практической конференции. Из Республики Башкортостан представлены такие города, как Кумертау, Бирск, Илишевский район, Стерлитамак, Хайбулинский район, Туймазы, Сибай, Илишевский район, Нефтекамск, Чекмагуш. Из России поступили работы наших коллег из таких городов, как Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Красногорск, Тамбов, Краснодар, Кострома, Волоколамск, Мурманск, Магнитогорск, Ростов-на-Дону, Челябинск, из Йошкар-Олы, это Республика Мариэл, и из города Кызыл, Республика Тыва. И, по-моему, я, извините, пропустила город Воронеж. А у нас будут спикеры из города Воронежа. Из зарубежья поступили публикации наших коллег. Беларусь, Казахстан,
Узбекистан и Турция. Предлагается следующий регламент работы нашей секции. Секционное занятие начинается в 14:00, мы должны завершить к 17:00, поскольку с докладами заявились 13 коллег, правда, не все подключились, но я думаю, что они, видя программу свою, может подключиться чуть дальше, поэтому мы все-таки должны брать в расчет этот момент. То предлагаю предоставить время докладчику для выступления ориентировочно 10-13 минут. Ответы на вопросы закладываются 2 минуты. И прошу вопросы для докладчика писать в чат. Если такая повестка принимается, то мы начинаем работать. Коллеги, не будем тратить время на голосование, да, потому что у нас достаточно... Мы согласны, принимаем всецело. Замечательно. Итак, слово для выступления предоставляется Сафрагалеевой Фирузе Ахзамовне. Это учитель математики средней школы номер 7 города Туймазы, Республика Башкортостан. Тема выступления – влияние различных музыкальных жанров на психологическое сопровождение старшеклассников. Пожалуйста. Мне без презентации или презентацию включать? Презентация, конечно, она так вот... Вообще желательно, если презентация готова, то ее включить. Наглядность она и нам, взрослым людям, не помешает никогда. Хорошо, я сейчас справлюсь. Сейчас, секунду. Сейчас 2 секундочки. Чайник немножечко, но постараюсь быть не чайником. Это наши реалии, мы все учимся, все нормально. Что-то на полный экран не получается. Нажимаю вроде. Нет. Ну ладно. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, я хочу вас поздравить с предстоящим, вернее, к нашим будущим Новым годом. Сможем ли мы собраться еще так, как здорово нас сегодня собрал факультет психологии, так здорово, что мы можем пообщаться, поделиться опытом. Мне 47 лет стажа, извините. Я учитель высшей категории, учитель математики. Я вот хотела рассказать, что учителю математики тоже не чужда психология. И моя тема – влияние различных музыкальных жанров на психологическое сопровождение старшеклассников. Музыка способна влиять на человека, это факт известен довольно давно. Было проведено большое количество исследований на эту тему, но влияние музыки на человека в юношеском возрасте изучалось в меньшей степени. Ни для кого не секрет, что большинство старшеклассников увлекается прослушиванием музыки. Они слушают ее где угодно, дома, на улице, в транспорте, даже на уроках. Все это говорит о том, что музыка является важной составляющей в жизни человека на пороге взрослой жизни. Я часто вижу, что учащиеся по пути в образовательное учреждение слушают музыку. Это сразу натаскивает на мысль, что музыка задает ритм нашего дня, то есть подготавливает наше психологическое сопровождение к процессу обучения. Мы знаем, что музыка неоднозначно влияет на человека. Депрессию, другие наоборот, поднимают настроение, а третьим вообще способны перевернуть все с ног на голову. Музыка разделяет на жанры в силу своих характеристик. Получается, музыкальные жанры могут по-разному подготовить нас к процессу обучения. Возможно, от того и будет зависеть наша успешность в учебе. Но как определить, какой стиль музыки будет наиболее благоприятен для нашего процесса? Считаю, что данная проблема влияние музыки на процесс обучения старшеклассников, а именно то, как хорошо она подготовлена слушателями к учебе, актуальна в наше время. Ответить на этот вопрос можно будет решить много проблем, связанных с обучением юношей и девочек в школе. Музыка – это искусство звуков, организованных главным образом по высоте и по времени. Музыкальный жанр, я извиняюсь, переключить, сейчас, извините. Музыка – это искусство звуков, извиняюсь. Музыкальный жанр – однозначное понятие, характеризующее роды в виде музыкального творчества в связи с их происхождением.
условиям используемого восприятия. Однозначно определения большинства классов и подклассов в музыке нет, поэтому мы решили дать определение, которое наиболее подходит, на наш взгляд, под значением того или иного музыкального жанра. Поэтому дали жанрам более короткое название, чтобы было проще с ними работать и везде их употреблять. То есть полное правильное название, они очень громоздкие. Например, рок – один из видов эстрадной музыки второй половины 20 века, где мы выросли, включающий элементы фольклора, электронные эффекты при доминирующей роли ритма и характеризующие своеобразной манерой вокализации, а также очень часто используя гитары. Хип-хоп – это вид музыки, характеризующий яркое выражение ритмов и речитативных, исполнений. Электро – это широкий музыкальный жанр, электронная музыка, еще можно сказать, означающая музыку, создавающую с использованием электронных музыкальных инструментов и технологий, характеризующая довольно быстрые темпы преобразования электронных музыкальных инструментов и наличие слышного ритма. Классика – это музыка, употребляющая по всей природе, обладающая такими качествами, как ясность, гармоничность, основание скорее на формальной красоте, чем на эмоциональной экспрессии. Поп-музыка – это произведение различных музыкальных жанров, ориентированных на широкую публику. В нашем случае это те произведения, как помимо особой популярности, также имеют менее выразительные характеристики жанра, которым они написаны. Это простой запоминающий мелодия. Джаз – это форма музыкального искусства, характеризующая чертами, которая является сложность мелодии, в отличие от блюза, имеет более веселую, танцевальную и жизнерадостную мелодию. Блюз – музыкальный жанр, имеющий особую форму, это темп, ритм. Он обладает структурой вопроса и ответа, имеет такие характерные черты, как протяженность, эмоциональный текст. А влияние музыки на психологическое состояние. Любая музыка влияет на нас. Она может возбуждать, может наоборот успокаивать. Также музыка настраивает наше внимание, обращает на некоторые вещи, задуматься. Она влияет на наше отношение к окружающим. Обращаясь к каким-либо вещам, помимо школьных предметов, мы повышаем уровень нашего внимания в этом направлении, в соответствии понимаем его в процессе обучения. Если мы думаем об одном и том же, время сосредоточенное думать о другом мы не сможем. А учитывая то, что музыка наводит нас на мысль, можно сказать, что она понижает наш уровень внимания. Однако существуют люди, которые в процессе работы необходимо работать только с музыкой. Музыка помогает им не только сосредоточить, но и повысить умственную работоспособность. Жанры, которые будут проверяться, нами в исследовании, это рок, хит, электропоп, классика, джаз и блюз. Также мы составили теоретические такие вопросы. Музыка способна влиять на человека в зависимости от жанра. Как и любую работу, второе, так и на процессы обучения музыка может влиять на положительное, так и на отрицательное. Количество современной молодежи слушает музыку перед учебой и, следовательно, настраивает себя на хороший позитив обучения. Но какой жанр и как влияет на психологическое состояние старшеклассников, неясно. Выявлены особенности использования музыки во время подготовки уроков. Предпочтительно стили это рок, классика, поп, хит. Время прослушивания 20-40 минут в пути. Установлены особенности самочувствия после прослушивания разных жанров и их влияние на успешное освоение учебного материала. Изучено изменение психологического состояния под воздействием определенных музыкальных жанров. Наиболее благоприятными показали жанры, как классика. Влияние музыкальных жанров на процесс обучения частично оправдано, а частично нет. Считаю утверждение, что наиболее благоприятным для прослушивания окажется рок и классика, а на самом деле к ним добавилось еще джаз и блюз, которые в наше время стояли на последнем по положительному эффекту месте.
И вот я хотела бы рассказать, еще показать здесь, какой мы сделали в школе эксперимент. Ну, не эксперимент, потому что мы составили циклограмму. И музыкальное предпочтение у нас вот оказалось, что дети, как вот что они любят, как по возрасту. Я выступила, если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Я регламент уложилась? Да, в регламент уложились, замечательно. Спасибо вам большое. Коллеги, вопросы есть? Так, ну, если будут вопросы, я отвечу. Спасибо. Ну, тогда мы будем работать таким образом. Возможно, у вас ну, по ходу в дальнейшем будут какие-то новые вопросы, соображения. Вы вновь сможете обратиться к докладчикам, задать эти вопросы. А сейчас мы благодарим Фирузу Асгаровну за то, что она ввела нас в мир музыки, рассказала о влиянии музыки на наши психические состояния. Доклад был такой практикоориентированный. Мы действительно теперь четко знаем, какую музыку нам стоит слушать, когда мы хотим отдохнуть, когда нам нужно собраться с мыслями, написать новую статью, подготовиться к занятиям и так далее. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили. Спасибо, дали, что возможность выступить. Спасибо большое. Всего доброго. Сейчас слово для выступления предоставляется Кулимбетовой Хадик Мансуровне. Это педагог-психолог средней школы номер 1, село Акьяр Хайбулинского района. Тема выступления – влияние интернет-зависимости на психическое здоровье. Пожалуйста. Коллеги, вы меня слышите? Я видела в чате, вы есть, и мы ничего не меняем, да? Вы, правда, писали, что у вас что-то с интернетом? Так, ну, в таком случае давайте, если вы исправите вопросы с интернетом, вы выступите чуть позже. Сейчас слово предоставляется для выступления Микрюковой Ирине Александровне. Это педагог-психолог, южный филиал Республиканской молодежный социально-психологический и информационно-методический центр, город Сибай. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Благодарю организаторов конференции. И тема моего доклада – профилактика психологического здоровья обучающихся из моего опыта. Вы все знаете, что за последние годы возросло внимание к здоровью обучающихся. Здоровье является основой развития самостоятельной личности, которая имеет все условия для самореализации в семейной и трудовой сфере, испытывая чувство счастья и удовлетворения. Здоровье определяется как состояние полного физического, психического и социального благополучия. Согласно Ирине Владимировне Дубровиной, психологическое здоровье – это психологический аспект психического здоровья, то есть совокупность личностных характеристик, являющихся предпосылками стрессоустойчивости, социальной адаптации и успешной самореализации. К сожалению, психологическое здоровье современных обучающихся подвергается все возрастающим угрозам со стороны интернет-ресурсов, призывающих к девиантному поведению, низкой двигательной активности, увеличению учебных нагрузок при одновременном сокращении уроков по повторению, закреплению пройденного материала, длительного дистанционного обучения, приводящего к переутомлению, стрессу, деструктивному поведению. Основная задача психолога, по нашему мнению, способствовать укреплению психологического здоровья. Профилактика – это совокупность мероприятий, направленных на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся. Есть, вы знаете, несколько видов профилактики, первичная, вторичная и так далее.
В своей работе при изучении эмоциональной сферы личности обучающихся города Сибая в 2018-2021 годах с использованием рисуночных методов диагностики «Дом, дерево, человек», «Автопортрет», «Кактус», «Несуществующее животное», «Моя семья», «Человек». Недавно я буквально на той неделе добавила 2 рисуночных теста. Это «Человек под дождем» и «Барашек в бутылке». Нами было отмечено, что большинство диагностируемых имеют меланхолический тип темперамента. Меланхолики описываются в психологической литературе как имеющие низкий уровень общительности, самооценки, уверенности в себе, высокий уровень эмпатии, то есть сопереживания, сензитивности, то есть чувствительности, высокий уровень пессимизма, тревожности, воображения, обидчивости, эмоциональной неустойчивости. Основными методами профилактики психологического здоровья были выбраны арт-терапия, которая позволяет обучающимся творчески выразить себя, повысить самооценку, уверенность в себе, снизить тревожность, повысить навыки общения и позитивная психология. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, чтобы вы себе представляли масштаб окружения, присутствия меланхоликов в учебных группах, в учебных классах. То есть на 100 человек, на 80 человек один получается холерик. Вот сангвиников очень редко, в основном все меланхолики. Позитивная психология – это отрасль психологии, занимающаяся изучением позитивных аспектов человеческой жизни. Например, счастье, благополучие, процветание. И в упрощенном варианте она может быть описана словами ее создателя Мартина Селигмана. Научное исследование оптимального функционирования человека нацелено на выявление, усиление тех факторов, которые позволяют отдельным людям и сообществам благоденствовать. Вот опыт 4 лет работы позволил мне выявить алгоритм профилактической работы именно с меланхоликами, которые на всю жизнь обречены в желании получать поддержку со стороны других. Неважно, это близкие люди, чужие. Именно они, по моему мнению, и в литературе я встречала, из научных источников такое мнение, что именно люди с таким типом темперамента чаще всего посещают психолога. И вот каков алгоритм этой профилактической работы? Он состоит из этапов, каких-то инструментов, которые я использую в работе. Первое, что я рекомендую всем, это использовать психологически развивающие игры по мозартике. 6 игр вот я купила лично, и названия у них какие? Витражи настроения, туманы, усадьба, городок, Москва чудо 17 века, космос. Полина Эрнестовна Русавская есть и ВКонтакте. Она автор с 2 образованиями физико-математического, и она художник. Я вам покажу карту. 10 карт находится вот в игре Мозартика «Витражи настроения». Дети выбирают одну из 10 карт, или студенты, или обучающиеся, и затем вот раскладывают, я показываю вот такие фигуры, различные по цвету. Есть темно-синий, есть оранжевый, синий, голубой, розовый, фиолетовый, красный цвета, и выкладывают вот настроение свое. И сразу можно, опираясь на теорию Юнга, архетипы, цветотипы, мы все знаем цветовой тест Блюшера, и можно интерпретировать эту игру и в диагностическом плане. Второй инструмент или этап, что мы используем в своей работе по профилактике эмоциональных каких-то негативных настроений. Использование метафорических ассоциативных карт, например, спектрокарты. Есть у нас клиенты или участники тренингов, которые молчаливы, они публично не хотят или стесняются, страшатся выступать. Есть очень замкнутые, хронически, таким, можно сказать, негативным, сниженным настроением. И вот именно ассоциативно-метафорические карты очень хорошо совместно с мозартикой помогают этим людям, не говоря ни слова, выкладывать, самореализоваться, выкладывать эти картины, и у них как
результат облегчения после самовыражения, выдох, они выдыхают и становятся более спокойными. А третье – это обсуждение восточных притч и сказок Семиной. Особенно мне очень нравится магазин счастья. Вы можете все почитать бесплатно в электронном виде сказки Семиной и в том числе магазин сказок. Решение тризовских задач. Вы все знаете, тризовские задачи, они очень интересные. Но пример такой задачи я вам сейчас приведу. Мы решаем, например, следующие задачи. Шерлок Холмс в гостинице лег спать и недолго не мог уснуть. Кому он взял трубку, позвонил, кому он позвонил и почему он не мог уснуть. И вот эти задачи развивает интеллект. Если в группе это решается, то сразу люди учатся вслух думать, уважая чужое мнение, не боясь критики. Шестое – это использование пальчиковых упражнений. Я вам покажу сейчас. В интернете их очень много, в Ютубе, и логопеды, дефектологи, и психологи выкладывают эти упражнения. Мы их делаем. И эти упражнения вызывают не только улыбку, расслабление, но они также помогают улучшению концентрации внимания, памяти. Изучение кайдзен-планирования. Если особенно человек обращается, клиент, с просьбой, что вы знаете, что у людей, склонных к суицидальным попыткам, у них нет видения будущего, то кайдзен-планирование помогает и уходит до 6 часов на это. И мы составляем план на год, на месяц, на день. 8 – это проведение занятий влияния гормонов счастья на здоровье. Я сначала маленькую лекцию рассказываю о дофамине, о серотонине, эндорфин, дофамин, серотоцин. И после этого мы начинаем делать упражнения различные. Очень нравится, особенно застенчивым, меланхоликам, неуверенным в себе. Обсуждаем мультфильм «Головоломка», американский мультфильм про эмоции подростка, девочки, все смотрят. И сейчас вот буквально на той неделе рекомендую уже фильм смотреть «Душа». Тоже американский мультфильм про эмоции. 11 – это упражнение «Обладая чувством достоинства». Мы вместе. 10 – это заполнение таблицы с графами, за что я люблю себя, за что я ценю себя, за что уважаю, за что я горжусь собой. Это очень трудное занятие, особенно для созависимых. Это люди, клиенты, которые живут с алкоголиками, наркоманами, любящие все контролировать, согласно треугольнику Карпмана. И вот это упражнение, оно очень трудное для них. И если мы встречаемся от 3 до 10 раз, то в первый раз задаю задание такое, в последний раз, и в последнюю уже встречу очень легко 10 пишут пунктов, за что я себя люблю, уважаю, участники наших встреч. Таким образом, в профилактической работе с обучающимся, имеющими меланхолический тип темперамента, целесообразно, по нашему мнению, использовать методы арт-терапии, позитивной психологии, которые наиболее эффективно позволяют сохранить, укрепить и развить психологическое здоровье. Спасибо большое за внимание. Какие будут вопросы? Огромное спасибо, Ирина Александровна. Вопросы есть? Коллеги, у меня есть. Действительно, Ирина Александровна затронула очень важную и интересную проблему. Это проблема профилактики психического здоровья. Ну вот, поскольку я еще работаю тут в чате, смотрю перестановки, да, возможно, я какой-то момент упустила из вашего доклада, но вот зацепилось ухо, да, и я хочу все-таки уточнить для себя. Прозвучала фраза, что в основном вся профилактика по позитивной психологического направления направлена на меланхоликов. Почему все-таки вы считаете, что больше всего меланхоликов обращается к психологу? Ведь известно, вот как Юрий Викторович Щербатых, это современный психолог,
достаточно популярный психолог, он позиционирует, что вот хорошими психологами как раз-таки становятся меланхолики. Вот как этот факт вы можете прокомментировать? Потому что в вашем исследовании вся ваша работа направлена на меланхоликов, а он считает, что вот эти черты позволяют им быть хорошими специалистами в области психологии. Вы абсолютно правы. Из меланхоликов получаются очень хорошие психологи. И я училась у преподавателей, которые говорили: мы меланхолики, нам за 56 лет, и мы продолжаем плакать над индийскими фильмами, мультфильмами. И внуки нам говорят: о, дедушка, бабушка заплакали, значит, это хороший фильм, хорошее стихотворение. Именно сензитивность, именно эмпатия позволяют меланхоликам быть в профессиях помогающих. И это не только психолог, это и медик, это и учитель, воспитатель, во всех видах санаториев, школах, учреждений и так далее. Врачами могут быть хорошими. Я именно акцентировала на то, что, к моему удивлению, результаты рисуночных тестов выявляют, что вот у нас, я не скажу население, но у нас молодежь имеет вот такую чувствительную, ранимую. Да, и очень... И почему выбрали арт-терапию? Благодаря тому, что именно стремление к творчеству, образное мышление, именно что такое неверие в себя? У большинства по рисуночным тестам высокий уровень интеллектуального развития, а они могут быть в жизни иногда быть и троечниками, и двоечниками, или просто говорить, что есть умнее люди меня и так далее. Очень благодарю вас за вопрос, и хочу сказать, что именно меланхолический тип темперамента позволяет людям с таким видом темперамента идти в артисты, идти в рекламу. Там дело в том, что меланхолики, если почитать характеристику их в интернете, например, в статьях, то там говорится о том, что это очень хорошие генераторы идей, хорошие креативщики. И поэтому там, где нужно что-то новое придумать, какие-то изобретения сделать, именно туда могут идти меланхолики. А опыт моей работы подсказывает, несмотря на свое мастерство, несмотря на свои таланты, уникальные способности, даже в профессиональной деятельности, так как это люди нуждаются в эмоциональной поддержке, в поглаживаниях и так далее, то именно, может быть, поэтому идут психологи, они прежде всего помогая себе. Спасибо. Отлично, спасибо. Очень интересный доклад и хорошие такие пояснения. Да? У меня прям вот на душе отлегло, если у вас большая часть популяции исследований это меланхолики, то у нас перспективы большие, да? Потому что такие люди могут проявить себя во многих областях жизни, а если таких все больше вокруг нас, то это все здорово. Но я так понимаю, что вот программа, разработанная вами, она подходит и для других типов, да, потому что там есть элементы кинезиологии, арт-терапии, да. Ну, то есть она такая разноплановая, и я думаю, что каждый найдет в этой программе что-то свое, близкое. Спасибо большое. Вам большое. Коллеги, еще вопросы есть? Вопросов нет. Тогда, ребят, извините, коллеги, просмотрела по чату. Присутствует у нас Лебедева Марина Николаевна. Это учитель русского языка и литературы Борисоглебской школы-интернат, город Борисоглебск, Воронежская область. Тема выступления – влияние литературы на психологическое развитие обучающихся с ОВЗ в условиях реализации в ГОС. И, коллеги, вот кто еще подсоединился из заявленных выступающих, но пропустили свою очередь, напишите мне, пожалуйста, в чате, чтобы такие заменочки у нас не происходили. Извините, пожалуйста, Марина Николаевна, слово предоставляется вам. Спасибо. Итак, влияние литературы на психологическое развитие обучающихся с ОВЗ. Во все времена деятельность школы была направлена на решение воспитательных задач.
Однако только в стандарте второго поколения определены результаты воспитания. То есть мы должны воспитывать чувство гражданской идентичности, патриотизм, учебную мотивацию, стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности за свои решения и поступки, толерантность, ну и, конечно, многое другое. Сухомлинский считал, что незыблемая основа нравственного убеждения заключается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестие, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает. В наше время, сложное время, потерь духовных ценностей и ориентиров, проблема нравственности усложнилась и актуализировалась, вызывая тревогу за судьбу наших детей. Поэтому мы задаемся вопросом, как воспитывать, чем наполнить, укрепить их душу, чтобы уже сегодня они могли отличить добро от зла, противостоять процветающей в нашем обществе безнравственности и агрессии, ставшей под угрозу не только человеческую культуру, но и вообще человеческую жизнь. Перед школой стоят, конечно же, огромные задачи. Это нужно воспитать и вырастить гармонично развитую личность, которая способна самостоятельно оценивать происходящее, строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. В коррекционной школе эта задача стоит еще более остро, решается с учетом детей с умственной отсталостью только с помощью педагогов. Мы формируем у наших детей нравственные чувства, совесть, долг, веру, ответственность, гражданственность, патриотизм, нравственный облик, терпение, милосердие, незлобивость, нравственную позицию, способность к развлечению добра и зла, готовность к преодолению жизненных испытаний, нравственное поведение, рассудительность, послушание. Я считаю, что главное назначение учителя – это быть источником нравственного влияния. Увеличивая степень самостоятельности учащихся, осуществляя индивидуальный подход, учитель развивает творческие способности каждого ученика, активность создается совместным творческим трудом. И здесь задача учителя является воспитать ребенка таким, чтобы совершение нравственных поступков стало бы постоянной чертой его характера. Еще Ушинский, один из лучших русских педагогов, полагал, что учитель прежде всего должен быть воспитателем. В преподавателе знаний предмета далеко не составляет главного достоинства, говорит он. Главное достоинство преподавателя в том, чтобы он умел воспитывать своим предметом. И вот на нас, учителях-словесниках, как раз лежит вот эта задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Задача учителя на уроках – это сформировать учащейся потребность размышлять над подобными вопросами, донести до сознания детей мысль, что русская литература может стать помощницей в осмыслении многих вопросов духовного порядка. Нужно привить вкус к чтению лучших произведений классической литературы, и это значит уберечь ребенка от многих и многих падений на его жизненном пути. Русская литература всегда была гордостью народа, потому что для нашей национальной психологии характерно повышенное внимание к душе, совестливости, к яркому и меткому слову, которое можно убить и воскресить, втоптать в землю и вознести до небес. Литература в школьном изучении многофункциональна по своим целям и задачам, по содержанию. В ней звучат голоса писателей, исторических эпох и литературных направлений. В художественных произведениях поднимаются вопросы этики, эстетики, политики, а иногда даже стратегии и тактики боевых сражений. Но самое главное – это проблема души и духа человека целого народа. В школьном учебнике издавна разработана такая система – от произведения устного народного творчества до современной прозы, лирики, драмы. Система нравственно-эстетических и социальных представлений и чувств задается отбором фактического круга чтения и методами работы. Уровень читательских интересов учеников формируется всем кругом их чтения, включающим произведения, которые составляют достояние отечественной литературы. Духовно-нравственное воспитание на уроках литературы, да и русского языка является важным средством формирования детей доброты, щедрости души, уверенности в себе, умения наслаждаться окружающим миром. Одной из задач формирования личности является еще и обогащение духовно-нравственными представлениями и понятиями. Духовно-нравственное воспитание развивает сознание, чувства детей, вырабатывает навыки и привычки правильного поведения.
Маленький ребенок еще не имеет всех нравственных представлений, которые необходимы для того, чтобы действительно стать полноправным членом общества. Поэтому школа воспитывает ребенка и формирует в нем потребности поступать именно так, как диктует общество. А мы видим сейчас, что, в общем-то, в обществе очень много негативного, в обществе очень много агрессивного, в обществе очень много злого. Поэтому здесь нужно, конечно же, обращать внимание детей на те произведения, в которых рассказывается и говорится о том, как герои, стоя перед выбором поступить так или по-другому, делают вот выбор именно в сторону добра и в сторону хорошего, позитивного отношения к миру. Поэтому, конечно же, мы на каждом уроке литературы, чтения формируем у детей умение отстоять позицию свою, опираясь на художественное произведение. Что еще хочется сказать? Вот из опыта своей работы могу сказать, что у наших детей недостаточно сформирована мотивация к обучению. Поэтому мы развиваем и корректируем психические процессы, кратковременную, долговременную память, логическое, наглядно-образное мышление, внимание. В своей работе я ставлю перед собой цели и задачи. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку и литературе, сознательное отношение к русской словесности как духовной ценности, средства общения, получение знаний в разных сферах человеческой деятельности. Но одновременно с этим мы говорим о том, что русская классическая литература всегда состояла состояла также из огромного пласта литературы, в которую входили национальные поэты-писатели, в свое время являющиеся гордостью нашего государства, которое называлось СССР. Поэтому на уроках литературы и чтения мы изучаем не только произведения русской классической литературы, но и, конечно же, произведения, которые всегда изучались в курсе литература. Это украинские, это белорусские писатели и многие-многие другие. Дальше. Обязательно нужно формировать в детях гуманистическое мировоззрение, гражданское сознание, чувство патриотизма, любви, уважения к литературе, ценностям отечественной культуры и одновременно развивать связанную устную и письменную речь. Что хочется сказать, еще особо подчеркнуть? Вот то, что за последнее время очень много предлагается произведений, особенно по внеклассному чтению, которые ставят детей перед такими вопросами, что нужно сделать для того, чтобы не убить, что нужно делать для того, чтобы почитать отца и мать, не лгать, не завидовать. То есть таким образом мы еще и развиваем в детях духовно христианско-духовное направление в их личности. На уроках использую не только чтение, но и русского языка, потому что язык всегда связан с литературой, которая дает огромный широкий выбор для текстов, используемых на уроках русского языка. Мы работаем с пословицами, которые, конечно же, многое дают для детей. То есть они размышляют, почему правда всего дороже. Кто один раз солжет, тому в другой раз не поверит. Почему? Нет у человека худшего врага, чем жадность. Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. И многие-многие другие. Героический эпос русского народа дает детям еще образец истинного патриотизма. Здесь мы работаем и с литературой, конечно же, и с различными художественными произведениями, я имею в виду наших художников, в которых изображаются определенные исторические моменты нашей жизни, жизни нашего общества. Поэтому мы и говорим, что задачи реализуются в следующих видах деятельности учащихся. Познавательная, то есть мы работаем над учебным материалом, включающим в себя фольклорные произведения. Ценностно-ориентировочная, это моделирование разных отношений к языку, культуре, окружающей среде, через игровые модели, формирование умения принимать решения и ситуации выбора. Эстетические, это развитие способности выражать свои эмоции, чувства, настроения художественными средствами в стихах, рисунках. И коммуникативная деятельность или общение, являющееся условием познания. В современных условиях на литературу как на учебный предмет возлагается особая миссия
воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высокой степенью сознания себя гражданином России. В своей работе я руководствуюсь словами Сухомлинского. Если вы хотите, чтобы ваши питомцы стремились к добру, воспитывайте тонкость, эмоциональную чуткость юного сердца. Поэтому на уроках при изучении различных произведений особое внимание уделяю на то, что дети должны оценить, дети должны сказать о том, с чем они согласны, не согласны. Для наших детей, несомненно, это сложно, тяжело, потому что умственная ограниченность накладывает определенный отпечаток на сознание ребенка. Но, тем не менее, дети уже с 5 класса начинают вводить в свою речь такие обороты. Я согласна с авторской позицией, или я не согласна, что вот данный герой поступил так-то, так-то, потому что это приведет к тому-то и тому-то. Огромное значение в нравственном воспитании имеет приобщение и к духовной жизни литературных героев, потому что можно рассказывать обобщенно о том, что происходит вокруг, но когда конкретизируешь определенным примером, наверное, это более понятно становится для ребенка. Поэтому очень люблю уроки по произведениям Андерсона, Короленко, Шукшина, Паустовского, Шолохова, Толстого, Платонова. Например, сказка Ганса Христиана Андерсена помогает детям отвечать на вопрос, что значит быть добрым, любящим, ответственным за судьбу любимого человека. Это «Снежная королева». Или дети отвечают на вопрос, что нужно в своей жизни ценить при изучении той же сказки, которая называется «Ель». Ребята также знакомятся с понятиями доброта, товарищество, взаимопомощь. А произведение Короленко расширяет эти познания и формирует новые – милосердие, сострадание, счастье у человека с ОВЗ. Произведение Константина Георгиевича Паустовского «Телеграмма» изучаем под девизом «За добро плати добром». На уроке обращаю внимание на жизнь главной героини Катерины Петровны, ставлю ребят перед вопросом, что особенно взволновало в судьбе героини, что чувствовала Катерина Петровна перед смертью, что хотела больше всего. Говорим с ребятами об одиночестве, его трагизме, предполагаем, что надо делать, как жить, чтобы не стать никому не нужным. И, конечно, подробно говорим о дочери Катерины Петровны Насте. Анализируем каждое действие, каждую мысль, приходящую ей в голову после того, как она получила телеграмму. Очень важным считаю вопрос, адресованный детям. Считаете ли вы Настю предательницей? Почему? Анализируем поступок Насти, обращаем внимание на другого, противоположного героя, на Тихона, и задаем вопрос, прав ли Тихон, обманывая Катерину Петровну. И дети отмечают, что Тихон хороший человек, он заботится о Катерине Петровне, пытается ее утешить и смягчить горечь одиночества. Рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека», который мы изучаем в 9 классе, дает возможность детям ответить на вопрос, что есть истинный патриотизм для человека, как необходимо относиться к своей стране, к своей родине. И, конечно же, судьба главного героя, представленная здесь, она является для них примером. И дети, отвечая на вопрос, в чем смысл жизни человека, который потерял всех родных, говорят, что нужно, самое главное, не озлобиться. Нужно посмотреть вокруг себя и увидеть, кто нуждается в твоей помощи, кому ты нужен. И это произведение еще формирует у девятиклассников позицию, что значит быть ответственным за других. То есть учит тому, что необходимо брать ответственность в жизни, не только за себя самих, но и постараться за кого-то отвечать еще, как вот здесь главный герой. Всю жизнь Платонов размышлял о судьбе человека в неустроенном тревожном мире, полном жестоких опасностей и поворотов истории. Сейчас, век такой технологии, в которой мы живем, казалось бы, таких вопросов, может быть, нету, но я считаю, что они есть. И, конечно же, военное время давно у нас прошло, нет лишенных и обездоленных, но, тем не менее, время сейчас достаточно сыровое. Я считаю, время все-таки трагичное, потому что много людей, которые все равно чувствуют себя одинокими в жизни. И мы задаемся вопросом на уроках, что значит любить, то есть что входит в понятие любовь, что значит любить Вселенную, которая может быть и
не та, которая вот есть, не в том виде, в котором бы она представлялась тебе. И дети отмечают и с удовольствием говорят о том, что нужно жить среди животных, среди растений, и обязательно человек должен отвечать за них. Обязательно он должен делать все, чтобы природа окружающего осталась чистой, здоровой. И нужно в таком ее чистом, здоровом виде передать своим потомкам. Считаю, что это очень важная позиция. То есть я гражданин, и я думаю о будущем своей страны. Рассказ «Корова» – один из самых эмоциональных в творчестве Платонова. Дети здесь размышляют о жизни и смерти коровы, которая переживает потерю теленка. И вместе с Васей Рубцом познают окружающий мир, учатся быть бескорыстными, сострадательными к чужому горю. Писатель показывает, как формируется гражданская позиция ребенка, цели и смысл его жизни. А затем дети небольшие сочинения пишут, буквально в нескольких предложениях на тему «Как я буду жить и работать, чтобы принести пользу нашей Родине». Выделяют главную в нем мысль. Я тоже хочу, чтобы всем людям нашей Родины была и от меня какая-то польза. И мы с детьми размышляем, а какую пользу можем принести мы, что хорошего можем сделать людям. И на примере Васи учимся самопожертвованию ради других, любви и состраданию ко всему живому на земле. Нравственные качества воспитываются на уроках неклассного чтения. Стараемся подбирать на произведения современных авторов, которые показывают поступки, поведение героев в сегодняшнем времени. Ну вот, например, очень примечательно произведение Коновалова, которое мы берем у детей с ЗПРом. Это «Крошки хлеба», где размышляем о том, что происходит в современной деревне, почему в деревне остаются только старики и люди, которые не хотят уже куда-то уезжать, почему произошло такое с деревней. И задумываемся над такими вопросами, как, что нужно сделать, чтобы не стать такими же засохшими крошками хлеба, как здесь представлено, что человек должен сделать. И дети отвечают, что надо любить родной край, дом, уметь прощать ошибки ближних, близких, пытаться что-то исправить, стать порядочными, добрыми людьми. Таким образом, вся литература, делаем выводы, направлена на то, чтобы достичь самое главное. Это формирование морально активной личности, способной творчески мыслить, руководствоваться знаниями в процессе выбора своего поведения в различных жизненных ситуациях. Необходимо использовать методы активного обучения, которые позволят ребенку под руководством взрослых достигать новых результатов в своем развитии, приводит к формированию личности, позволяет знаниям превращаться в убеждения. Ученик, решающий нравственные проблемы на уроке и принимающий решения, может и умеет выражать свои взгляды, убеждения, делает выводы, благодаря чему приобретает навыки принимать и в жизни правильные собственные решения. В заключение хочется привести слова Василия Андреевича Хамлинского, который говорил: «Никто не учит маленького человека, будь равнодушным к людям. Ломай деревья, попирай красоту, выше всего ставь свое личное. Все дело в одном, в очень важной закономерности нравственного воспитания. Если человека учат добру, учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу очень редко, но бывает так, в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу, все равно будет зло, потому что и человека его надо сделать». Таким образом, видим, литература представляет собой могущественное средство нравственного воспитания молодого человека. Уроки литературы и чтения помогают ребенку понять, что такое добро, зло, ложь, истина, верность, предательство. Любовь к природе, родному дому, стране, к людям делает его гражданином, а не манкуртом, развивает его личность, коррегирует его мысли, чувства, порой искалеченные жизнью. Спасибо. Марина Николаевна, спасибо вам огромное за такой содержательный доклад. Смею сказать, что действительно не сумела вас остановить, вы чуть-чуть задержали регламент. И тем не менее, спасибо вам большое за то, что вы погрузили меня в прошлое, в молодость. Дело в том, что я тоже по первому своему образованию филолог-преподаватель. И действительно очень интересно донесли свой доклад. У меня единственные вопросы.
Я так понимаю, это Борисоглебская школа-интернат, Да. да, и у вас дети с ОВЗ. Скажите, Да. с каким заболеванием у вас дети? У нас умственное, интеллектуальное нарушение, то есть умственная отсталость, 8 тип, и ЗПР 7 тип. Понятно. Ну, ЗПР, вы Скажите, понимаете, что там общеобразовательная программа, поэтому все, что есть, мы все изучаем. Раньше были какие-то произведения, которые отводились на, ну, так скажем, ознакомление. Сейчас нужно, конечно, все тексты изучить, подробно изучаем. Ну, представьте, «Ревизор» мы изучаем, «Мертвые души» в 9 классе. То есть все, без багажа. Количество часов то же самое? То есть я Ну, так понимаю, литература у что нас программу вы должны выдерживать, а количество конечно, часов? 3 часа, представляете, вот такой объем для деток прочитать. Ну, конечно, берем просто выборочные главы. Спасибо вам большое. Потому что, сами понимаете, даем мы список литературы на лето, на каникулы, но наши дети такой контингент, родители редко заставляют читать, поэтому читают Самая главная мало. благодарность за ваш труд. Действительно, Спасибо. с такими детьми работать сложно, но в то же время я понимаю, как это все и благородно работать с ними. Коллеги, я вот тут посмотрела, кто у нас подключились. Извините, а может еще у кого-то вопросы есть? Я потому что так руковожу. Только я и задаю вопросы, да, получается? И я посмотрела по чату, у нас присоединились, видимо, с одного компьютера все докладчики с Воронежской области, это школа-интернат. Но так, чтобы мы с вами шли по плану, слово все-таки сначала предоставим для выступления Горбачевой Виктории Юрьевне из города Саратов. Я думаю, что Виктория Юрьевна сама представится, потому что у меня в программе не написано, где работает наш коллега. А тема ее доклада это будет особенности адаптационных паттернов у химически зависимых студентов вуза. Вам слово, Виктория Юрьевна. Спасибо большое. Меня слышно? Отлично слышно. Спасибо большое. Да, меня зовут Виктория, я являюсь студентом Саратовского государственного университета имени Чернышевского, магистр направления психологии образования. Хотела бы представить свои исследования, да, как уже сказали, на тему особенностей адаптационных паттернов химически зависимых студентов вуза. Вначале хочется сказать, что я очень волнуюсь, но в то же время это такое волнение очень предвкушающее. Я очень рада быть участником этой конференции. Итак, если говорить про исследование, то целью нашего исследования был некий анализ и выявление особенностей адаптационных паттернов, то есть копинг-стратегий у студентов вузов, которые страдают алкоголизмом и наркоманией. Научная новизна данного исследования заключается в углубленном изучении поведенческих адаптационных механизмов, то есть копинг-стратегий и психологических механизмов защиты личности у химически зависимых обучающихся, также рассмотрение предложений и практических рекомендаций для них. В результате исследования были выявлены определенные особенности копингов и психологических защит у студентов, предложен ряд практических рекомендаций, направленных на адаптацию студентов, склонных к химическим зависимостям и имеющих химические зависимости. Начнем с актуальности данного исследования, которое, в принципе, очевидно. Если мы взглянем на статистику, то с каждым годом, к сожалению, рост химически зависимых среди молодых людей только увеличивается, в том числе и среди обучающихся и высших учебных заведений, а также актуальность связана с необходимостью в неком психолого-педагогическом сопровождении студентов вузов как адаптации, как адаптационных различных программ, студентов, склонных к химическим зависимостям, так и различных реадаптационных программ, то есть для студентов, которые уже прошли определенную реабилитацию и вернулись обучаться в университет. Этимология термина «аддикт» прослеживается еще в эпохе Древнего Рима, то есть очень далеко. То есть порабощенные люди, рабы, они стояли с определенными такими табличками, на них написано было «addict», что означало порабощенный, безвольный, он уже не имеет, такой человек, своего мнения. И с этого пошло вообще понятие addiction. Да? Многие знают, что это зависимость с английского переводится, и так и пошло. В русском языке тоже.
Начало изучения зависимого поведения в научном ракурсе можно отождествить с исследованиями Брель-Крамера об алкоголизме. То есть изначально очень так интенсивно изучали только химическую зависимость, лишь недавно, в конце 90-х годов 20 века, начали обращать внимание и на нехимические зависимости, и находить определенные схожие особенности механизмов протекания у человека и нехимических, и химических аддикций. Официальный термин addiction был введен в 1963 году экспертами ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, для обозначения, как правило, химических зависимости личности. Они выделили следующие признаки веществ. Это тяга, то есть существует определенное болезненное влечение к веществу, постоянное, которое нужно удовлетворять. Развитие абстинентного синдрома, потеря контроля над собой, возникновение толерантности, терпимости к веществу, ее повышение и его психотоксическое действие. Аддиктология вообще наука молодая, то есть, как я уже сказала, начала она самостоятельный свой путь в психологии лишь в конце 80-х годов 20 века, и то в США, в Россию относительно недавно все это начало развиваться, все это пришло, только в начале, может быть, 2000-х вот начали исследовать русские ученые эту проблему, эту тематику. И как раз-таки большинство исследователей, как зарубежных, так и российских, сходятся во мнении о том, что аддиктивное поведение – это все-таки деструктивное. Некоторые говорят о том, что это девиантное, то есть отклоняющееся поведение, выражающееся в стремлении ухода, избегания от реальности путем приема веществ, если это химическая зависимость, либо фиксации на определенные виды деятельности, если это не химическая зависимость, сопровождающаяся развитием интенсивных эмоций при этом. Да, то есть поэтому возникает такая сильная зависимость. Старшенбаум делит все аддикции как раз-таки на две категории. Это химические и нехимические. К химическим, понятно, мы относим те зависимости, которые как раз-таки подчеркивают наше употребление психоактивных веществ, то есть наркотики, алкоголь, никотиновые, кофеиновые вещества, фармакологические средства бытовой химии. Нехимические или эмоциональные зависимости, но это зависимость от деятельности какой-то, то есть либо от какого-то предмета, и то есть тоже постоянно должна быть фиксация, либо постоянная деятельность, связанная с этим предметом. Например, это гэмблинг, пиромания, клептомания, трудоголизм, фанатизм, эротическая зависимость и так далее. Также следующим понятием, которое мы изучили в своем исследовании, было совладающее поведение или копинг-стратегии. В английском языке to cope означает бороться, справляться, совладать. Отсюда и пошло совладающее поведение, то есть в российской науке больше распространено, наверное, среди исследователей как раз-таки понятие совладающее поведение, нежели копинг. Вообще изначально оно было введено Ричардом Лазарусом в своей работе «Психологический стресс и процесс совладания с ним» в 1966 году. Он разработал достаточно популярный и многие из своих курсовых, дипломных работах используют опросник Лазаруса. Да, там он выделил 8 основных видов копинг-стратегий. На самом деле он выделял намного больше, но вот он основные как-то в опросник ввел. Он определял данный процесс как некое совладание с решением проблем, предпринимаемое для оптимизации своего эмоционального состояния. То есть это некие взаимоотношения человек-среда. И мы смотрим, да, как человек справляется со стрессом, с различными трудными для него стрессовыми ситуациями. Естественно, здесь мы вспоминаем понятие стрессоустойчивость, стресс и так далее, фрустрация. Если мы обратим внимание на исследования российских ученых, то под копинг-стратегиями они понимают некое психологическое, опять же, совладание, включающее определенный комплекс способов преодоления этого стресса. То есть, например, некоторые ученые выделяют эмоционально ориентированные копинг-стратегии, то есть именно ориентированы на какой-либо эмоции, как это все решить, как это исправить и так далее для себя, чтобы произошла некая адаптация к среде. Есть копинг-стратегии, которые ориентированы на проблеме,
и связаны больше с когнитивными механизмами личности. И, безусловно, ряд ученых, они посвятили свои исследования проблеме выявления особенностей копинг-стратегий и психологических механизмов защиты личности у химически зависимых студентов. Так, например, Старшенбаум, он выделял у наркоманов такую психологическую защиту, как регрессия и рационализация. В принципе, этот вопрос, он был выборочно освещен некоторыми исследователями, но, на наш взгляд, не окончательно проработан и углублен, и мы решили углубить свое исследование, осуществить анализ по определенным копинг-стратегиям, уже нововведенным, и психологическим механизмам. И гипотезой нашего исследования послужило предположение о том, что студенты высших учебных заведений, страдающие алкоголизмом и наркоманией, используют преимущественно неадаптивные для себя копинг-стратегии, незрелые психологические механизмы защиты личности. Незрелые, то есть они основаны на эмоциях, на каких-то бессознательных определенных механизмах, на простейших познавательных психических процессах, таких как ощущение и восприятие. Зрелые, соответственно, уже на более зрелых, за тавтологию, простите, то есть больше каких-то когнитивных процессов там включается, воображение, мышление, память, да, то есть это, как правило, проекция, рационализация и так далее. Использовали мы следующие методики. Это методика диагностики склонности к 13 видам зависимости Лозовой, опросники копинг-тестов, это способы совладающего поведения копинг-тест Лазаруса, о котором как раз-таки говорилось ранее, методика диагностики копинг-механизмов Хейма и методика индукс-жизненного стиля, тоже достаточно популярная методика Плучика, Келлермана, Конта, тоже там основные психологические механизмы защиты, выявляется некая напряженность, то есть отсутствие, наличие, уровень напряженности у респондента психологической защиты. И у нас была определенная выборка студентов вузов. Мы поделили ее, получается, на две группы. Выборкой первой группы послужили студенты Саратовского государственного университета имени Чернышевского, гуманитарных специальностей, гуманитарных направленностей, которые склонны к химическим зависимостям. То есть изначально проводилось исследование склонности и выявили в количестве 51 человека в возрасте от 17 до 22 лет. Следующие группы послужили как раз-таки зависимые студенты вузов, которые на момент исследования находились в реабилитационных центрах. И мы также к ним ездили, проводили исследования и так далее. Тоже в количестве 35 человек в возрасте от 17 до 24 лет. Если вкратце, то проведенное эмпирическое исследование позволило как раз-таки сравнить эти две выборки, склонных к зависимостям и как раз-таки явные зависимые студенты, и выявить определенные особенности. В итоге были получены следующие результаты. Группа 1, то есть мы назвали так студентов, склонных к химическим зависимостям, в большей мере, чем группа 2, то есть химически зависимые студенты, склонны использовать адаптивный, по мнению большинства ученых, несмотря на то, что такая есть мысль о том, что существуют там адаптивные и неадаптивные, да, очень все-таки это все размыто, потому что адаптивность, она же оценивается субъектом, оценивается самим человеком и самим личностью, степень адаптивности того или иного копинг-механизма или той или иной психологической защиты. Но все-таки большинство говорят, что, например, позитивная переоценка, не знаю, поиск решения проблемы. Вот следующий там, так, копинг-стратегии у Лазаруса вопросники, они являются все-таки адаптивными. То есть они помогают в адаптации, они помогают развивать определенные навыки, то есть чтобы личность чувствовала себя зрелой, ответственной, взрослой, да, по мнению многих ученых и так далее. И вот здесь выявилось то, что вот у склонных все-таки больше именно использование таких
копинг-стратегий, чем у тех, кто именно зависимый, кто явно зависимый. А у людей, у студентов, которые являются химически зависимыми, в большей степени проявилась напряженность психологических механизмов защиты, чем у группы 1, то есть склонных, что можем говорить о как раз-таки наличии внутриличностного конфликта, наличии определенной фрустрационной ситуации у зависимых людей и так далее. Наличие гедонистических мотивов и незрелой личностной структуры в целом, то есть если мы рассматриваем пример зависимого человека. Таким образом, проведенное исследование оно подтвердило гипотезу о том, что студенты, имеющие химические зависимости, используют преимущественно неадаптивные для них стратегии поведения, незрелые психологические защиты личности. Исходя из результатов проведенного эмпирического исследования, был предложен ряд рекомендаций, направленных на психолого-педагогическое сопровождение как потенциальных, так и фактических аддиктов. То есть, если вкратце, то этот перечень рекомендаций, он разделен на определенные направления психологические. То есть это консультирование, профилактика, диагностика и так далее, с целью гармонизации их психоэмоционального состояния и успешной адаптации в условиях образовательной среды вуза, что, в принципе, мы добиваемся. Всем большое спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Так, Виктория Юрьевна, благодарим за злободневные исследования, которые вы провели в рамках, я так думаю, своей магистерской работы, да? И у меня вот ряд вопросов, потому что тема действительно очень актуальная, злободневная, интересная. Вот скажите, пожалуйста, вы вычислили, у вас явных зависимых 35, склонных 50. Смотрели ли вы масштаб трагедии по отношению к вот общей массе студентов? То есть это какая процентовка? Это много, это мало? Вообще, в принципе, режет ухо, что химически зависимые – это студенты вуза. Да? И хотелось бы посмотреть, насколько их много вообще такой популяции. К сожалению, такой информацией я не обладаю, вот именно нашего вуза. То есть я брала с Саратовского государственного университета, я брала именно несколько вузов Саратова, и как-то по... Ну, а вот по отношению к городу это много, мало. Все-таки всегда было такое, что в вузе это особая молодежь, да, но тут получается, эта особая молодежь все-таки тоже склонна к химическим зависимостям. То посмотреть, насколько вот масштаб трагедии большой или пока рано пугаться. Я думаю, что это не столь большой процент от всего количества зависимых, потому что я читала в какой-то статье, что все-таки в данном городе достаточное количество зависимой молодежи. Сейчас не могу сказать вам, к сожалению, точное количество. Надеюсь, что наше исследование, оно продолжится и расширит свои масштабы в этом направлении. Очень приятно, что вы хотите продолжить это исследование. Тогда вот некоторые рекомендации. Если уж мы говорим об особенности адаптационных паттернов, то вам в любом случае нужно посмотреть и студентов, у которых не обнаружена химическая зависимость. Да? То есть когда мы говорим об особенностях, надо сравнивать и те, кто употребляют, и те, кто не употребляют. Да? Только тогда мы сможем вычленить вот эти особенности. Так получается, склонные к зависимостям, они только склонные по опроснику, но они не химически зависимые. Ну, тогда явные. То есть, в любом случае, надо, если мы говорим об особенностях, всегда нужна контрольная группа. Те, кто не употребляют, и тогда вот явные 35, которые на лечении. Только тогда мы можем говорить об особенностях. Ну, это, конечно, дело вашего научного руководителя, да. Я думаю, что это в будущем вы проговорите все эти нюансы, новую схему исследования построите. А вообще очень интересный доклад. Видно, что вы
очень заинтересованы своей работой, включены в нее. Ну, я думаю, что каждому научному руководителю было бы за счастье иметь такого студента, который хочет работать, выполняет работу и докладывает результаты исследований на конференциях. Потому что именно в спорах рождается истина, да, потому что кто-то будет согласен, кто-то нет, кто-то, вот я думаю, что вам зададут вопрос, вот даже уже задают вопросы в чате. Это всегда здорово, когда у вас есть возможность положиться на мнение коллег из других регионов. Спасибо за смелость, что вы выступили со своим исследованием, и желаю вам успехов на вашем научном поприще. Думаю, что мы с вами еще увидимся, если вы такая молодая, уже публикуетесь, уже выступаете, значит, вы наша коллега, это однозначно. Спасибо большое за внимание и за ценные слова. Я их обязательно приму к сведению. И участникам тоже спасибо за внимание. Мне очень ценно и приятно. Так, а теперь слово предоставляется Федюниной Анжелике Аркадьевне. Это учитель начальных классов все той же Борисоглебской школы-интернат, город Борисоглебск, Воронежская область. Тема доклада «Ребенок с ОВЗ в современном образовании». Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема моего доклада называется «Ребенок с ОВЗ в современном образовании». Данную тему я бы хотела раскрыть на примере нашего образовательного учреждения. Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которой я работаю, обучает и воспитывает ребят не только с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, но и с детским аутизмом. Для таких детей необходимо создать специальные условия для их развития. В нашем втором БЗПР-классе 12 человек. Это максимальное количество детей для данной группы. Вариант 7.2. Вариант 7.2 адресован обучающимся с задержкой психического развития, у которых уровень развития ниже возрастной нормы. У этих ребят нарушены внимание, память, восприятие. Работоспособность на уроке бывает низкая, обучаемость неустойчивая, так как зависит от уровня сложности материала и от эмоционального состояния ребенка на сегодняшний день. Произвольность поведения и деятельности, самоконтроль развиты недостаточно. Не всегда преобладает положительный эмоциональный фон. Может наблюдаться резкая смена настроения. Отношение к своим неудачам бывает неадекватное. Нарушение поведения связано с тем, что дети недостаточно понимают социальные нормы, у них нарушена эмоциональная регуляция и часто наблюдается гиперактивность. Так как же проходит обучение и воспитание детей данной группы с ограниченными возможностями здоровья в современном образовании? Во-первых, вариант 7.2 в данной школе реализован в форме организации отдельного класса. Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся получает образование в пролонгированные сроки обучения. Если дети с задержкой психического развития вариант 7.1 учатся 4 года, то наши ребята получают начальное общее образование за 5 лет с обязательным введением первого дополнительного класса. Сроки получения начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития пролонгируются из-за психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся. Во-вторых, мы работаем по адаптированной основной общеобразовательной программе, так называемой АООП. Начального общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Эта программа адаптирована для этой категории обучающихся. В ней учитываются психофизиологические и индивидуальные особенности детей.
Она обеспечивает коррекцию нарушений развития, ежедневно ведется коррекционно-воспитательная работа и социальную адаптацию, процесс активного приспособления ребенка к жизни. Учителя нашей школы имеют квалификацию учитель-дефектолог. В-третьих, обучение варианта 7.2 в учебный план. В обучение варианта 7.2 в учебный план включены коррекционно-развивающие курсы, такие как коррекционный курс «Учимся любить книгу», коррекционные курсы «Ритмика», «Занимательная математика», коррекционный курс «Изобразительное искусство». В-четвертых, в школе имеется целый штат педагогов, которые тесно взаимосвязаны. Логопед, тьютор, психолог, дефектолог проводят индивидуальные групповые коррекционные занятия. Все мы систематически отслеживаем динамику ребенка и отмечаем изменения в индивидуальной карте развития обучающегося, которая была разработана в данной школе. При необходимости мы всегда обращаемся к медицинскому сопровождению. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения или взаимодействия со сверстниками, обучающий с задержкой психического развития направляется на комплексное обследование психолога, медика, педагогическую комиссию, так называемую ПМПК, для того, чтобы выработать рекомендации родителям и специалистам по его дальнейшему обучению. И если необходимо, то перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей или образовательных потребностей. Эффективное психолого-педагогическое сопровождение мы реализуем через следующие направления деятельности. Диагностическое, профилактическое, предупреждение трудностей в обучении и адаптации детей к школе, консультативное, коррекционно-развивающее, поддерживающее, просветительское и образовательное. То есть это конкретная помощь специалистов в преодолении трудностей детям. Решение данных вопросов проходит в тесной взаимосвязи с семьей ребенка и коллективом сверстников. Сопровождение может быть реализовано на разных уровнях, как в школьной среде, в учебной и внеучебной деятельности, так и вне школы. В-пятых, наряду с академическими достижениями внимание обращено и к формированию сферы жизненной компетенции. Данная школа-интернат предусматривает и внеурочную деятельность. В каждой группе есть воспитатель, работа которого предполагает дополнительные условия в классе. Тесное взаимодействие воспитателя и учителя способствует достижению хороших результатов у детей. Ну и, конечно, я уже об этом немножко говорила, держим тесную связь с родителями. Что мы делаем? Мы оказываем им психологическую помощь, повышаем их уровень психолого-педагогической компетентности. Проводим родительские собрания. В-шестых, общий подход к оценке знаний и умений в целом сохранен в его традиционном виде. Текущая, промежуточная и итоговая аттестации начального общего образования проводятся с учетом возможных специфических трудностей ребенка с задержкой психического развития. Вывод об успешности делается на основании положительной индивидуальной динамики. А для определения дальнейшего образовательного маршрута обучающийся проходит психолого-медико-педагогическую комиссию после окончания 4 класса. Таким образом, школа-интернат обеспечивает все условия, которые требуются для данного варианта и категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Анжелика Аркадьевна, мы благодарим вас за доклад и, самое главное, за ваш труд с детьми с ОВЗ.
Коллеги, если вы не возражаете, то мы, наверное, сейчас прослушаем все доклады преподавателей Борисоглебской школы-интернат. И я думаю, что мы зададим им одни общие вопросы, и они бы нам ответили уже на все вопросы. Да? Спасибо. Потому что у нас 6 представителей из одной школы, и на самом деле вы все рассказываете нам про этих детей, но с точки зрения предметных преподавателей или же психологов этой школы. Я так понимаю, что слово я должна предоставить Зотовой Елене Николаевне. Да, добрый день. Здравствуйте. Зотова Елена Николаевна, прошу. Тема моего доклада, сообщения, можно так назвать, это формирование гражданской позиции на уроках литературы и русского языка у обучающихся с ОВЗ. В последнее время становится актуальным обсуждение вопросов, связанных с гражданской идентичностью. И, на мой взгляд, центральной задачей новой российской школы, обеспечивающей социальную модернизацию российского общества, должно стать воспитание ответственного гражданина. Именно в школе сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь детей и подростков. Какие они, современные школьники? Они очень хорошо знают компьютер. Они просиживают в интернете до утра. Но, к сожалению, они очень мало читают художественной литературы. Суживается их кругозор, и в нем оказывается столько пробелов. А между тем чтение – важнейшая составляющая развития культуры нации, а тем более ее генофонда, наших детей. Конечно же, среди учебных дисциплин, обеспечивающих предметную основу для формирования гражданской позиции личности, на первый план выходят такие предметы, как русский язык и литература. Именно эти предметы, как я думаю, представляют духовно-нравственное, общекультурное наследие человечества и народа и выступают как часть общего историко-культурной и особенно литературной традиции. Литературные произведения выражают мировоззрение и систему ценностей своей культуры, используя для этого сформированный в рамках литературной традиции язык. В детском и подростковом возрасте литературные произведения задают эталоны и образцы. Образцы для формирования личности и именно той идеальной ее формы, которая определяет задачи саморазвития и самовоспитания обучающихся. Литература и русский язык создают условия формирования готовности личности к диалогу в обществе и основу формирования толерантности. Русский язык, как учебный предмет, несет высокую познавательную ценность. Это и привитие любви к родному языку, и осмысление общечеловеческих ценностей, и воспитание личности с высоким чувством патриотизма. Для достижения этих целей в содержании русского языка можно использовать такой материал, как общие сведения о языке и различный дидактический материал. Это и упражнения, и диктанты, и изложения, и сочинения, и многое-многое другое. Любовь к родному языку – одно из проявлений патриотизма, то есть гражданской идентичности. Вспомним слова Ушинского, который говорил: усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только слова, их сложения и видоизменения, но бесконечное множество понятий, множество мыслей, чувств и художественных образов. Таков этот великий народный педагог, родное слово. Работа над формированием патриотизма проводится в каждом классе. Однако объем этой работы зависит от общей подготовки обучающихся, специфики программного материала по русскому языку и межпредметных связей русского языка с другими школьными предметами. Большими потенциальными возможностями воспитания гражданской позиции обладает литература. Это единственный предмет в школе, который обращен не только к уму человека, но прежде всего к сердцу. Одним из основных принципов обучения чтению является его осознанность. Это предполагает, что для привития интереса к книге человек, а это и ребенок в том числе, должен видеть в ней неизменный смысл. Интернет не может и никогда не заменит книгу. Как важный и необходимый информативный ресурс, он и не соревнуется, и не угрожает ей. Есть более серьезная опасность. Это набирающая, если можно так сказать, обороты, бездуховность.
Без духовности, воспитываемой через литературу, и в этом она незаменима и никаким другим предметом не заменится, наши дети станут, к сожалению, становятся поколением, ну, каких-то вот интеллектуальных роботов, наверное. И я, как учитель-предметник, часто слышу на уроке объяснение невнимательности, когда мне ученик говорит: а мне она, литература, не нужна. Зачем она пригодится мне в жизни? Совершенно не нужна. И очень редко, к сожалению, слышишь в ответ возражение другого обучающего: как это не нужна? А что же мы расскажем нашим детям? Что же останется для нас? И дело уже не в том, что не будет что рассказывать, а в том, что некому. Ибо желание и способность говорить на литературном языке, обсуждать нравственно значимые темы, озвучивать свое мнение – это тоже воспитывается литературой и на уроках литературы. Проблема чтения не столько педагогическая, сколько общественная, духовно-нравственная. Молодое поколение стало меньше читать. Литературе как средство воспитания не уделяется должного внимания. Вместе с тем литературные произведения не только наводят учащихся на размышления о жизни, не только формируют способность к рефлексии, но и создают благотворную почву для отстаивания мнений, взглядов, оценок. Учат слова, но увлекают примеры, говорит латинская пословица. От произведения к произведению преподаватель имеет возможность показать учащимся, что героическое – это не отвлеченное понятие, а способность человека отдавать себя служению народу, что готовность к этому, как само героическое, воспитывается не только окружающими, но и самой личностью. И задача учителя литературы и заключается в том, чтобы создать в процессе анализа образа положительного героя такие учебные ситуации, когда дети включились бы в размышления о смысле существования человека в обществе, о его ответственности за свое поведение. Рассмотрим некоторые произведения, включенные в школьную программу. Я брала произведения по программе Валентины Яковлевны Коровиной. Именно по этой программе и по этим учебникам мы работаем с детьми в классах ЗПР. Устное творчество любого народа содержит богатейший материал для воспитания в духе дружбы, взаимопонимания, трудолюбия, патриотизма. Этой цели служат пословицы, поговорки, загадки, былины. А отражение народных идеалов, патриотизма, богатырской силы, ума, находчивости мы видим в древнерусской литературе, в летописи «Повести временных лет», изучаемой на протяжении 3 лет. В 8 классе, изучая жития Александра Невского, ученики говорят о бранных подвигах Александра Невского и о его духовном подвиге самопожертвования, о защите русских земель от нашествий и набега врагов. Горячий призыв к единству Руси перед лицом внешней опасности – вот основной вывод, к которому приходят девятиклассники при изучении слова о полку Игореве. В среднем звене огромный материал для патриотического и гражданского воспитания учащихся представляют эпизоды военной истории России. Так, изучая героические страницы истории нашей страны в стихотворении Михаила Юрьевича Лермонтова-Бородино в 5 классе, обучающиеся раскрывают мысли и чувства простых солдат, отстоявших родину от врага, мысли и чувства Лермонтова, его размышления о значении Бородинской битвы и о роли простого народа, о русском национальном характере, о том, что такое настоящие люди. Да, были люди в наше время, говорит Лермонтов. Также судьба Родины и судьба человека слиты воедино в рассказе Михаила Александровича Шолохова «Судьба человека». Стойкость духа, товарищество, преданность Отечеству – эти качества издавна были присущи русскому солдату. На примере Андрея Соколова мы видим и другие черты героев Великой Отечественной войны – несокрушимую нравственную силу, исключительное мужество. Лейтмотивом произведения являются слова главного героя: «На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтоб все вытерпеть, все вынести, если к этому нужда позвала». При анализе текста учащиеся получают задание найти факты проявления мужества и героизма русских людей в дополнительной литературе, разбирая те или иные поступки наших сограждан. Они отвечают на вопросы, что подтолкнуло человека совершить такой поступок, а как бы я поступил на его месте в этой ситуации. Эти вопросы рождают чувство сопричастности, обучающегося к событиям далекого прошлого, что делает такой урок
личностно ориентированным. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны нашли отражение и в поэтических произведениях о войне. А если мы возьмем повесть Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» в 7 классе, это же прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Ученики отмечают героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. Патриотический пафос повести, подвиг Тараса и его сына Остапа вызывает у учащихся чувство искреннего восхищения и дает конкретное представление о таких чертах патриотизма, как беззаветная преданность Родине, храбрость, мужество в отстаивании ее чести и независимости. С особой теплотой относятся школьники к теме родной природы, ее красоте и неповторимости. Образцы описания русской природы мы находим не только на страницах произведений Некрасова, Бунина, Пришвина, Астафьева, но и в специальных разделах, в которых включены произведения Блока, Есенина, Рубцова, Фета, Тютчева. В своей работе по формированию гражданской позиции необходимо использовать воспитательные возможности не только уроковой литературы и русского языка, но обязательно и внеклассной работы. Повторюсь, что вопрос о гражданской идентичности становится сегодня особенно актуальным, ибо без патриотизма вообще не может быть никакого духовного становления личности. Личность – это человек, развивающийся в лоне истории и культуры своего народа. Человек вне патриотизма – это человек вне истории, вне духовного бытия. И огромное значение имеет русский язык, родной язык у малых народностей, литература, воспитание гражданской идентичности. Ведь патриотизм – одна из составляющих нравственного воспитания. Вряд ли можно считать нравственным человека, не знающего историю своего народа, своей родины, родного языка и литературы. И специфика нашей работы такова, что мы сеем зерна разума и доброты, а прорастают они еще не скоро, не вдруг. Иногда, к нашей общей печали, они вообще не прорастают. Но если после наших уроков учащиеся станут хоть немного чище, добрее душой друг к другу и окружающим людям, если понятия долг, честь, ответственность, порядочность не останутся для многих фразой из книги, то учитель может считать свою задачу выполненной. Спасибо. Коллеги, мы благодарим Елену Николаевну за доклад о формировании гражданской позиции на уроках русского языка и литературы. И предоставляем слово Иваницкой Ирине Михайловне. Это воспитатель, я так понимаю, с расшифровкой ВКК. Воспитатель ВКК, да? Борисоглебская школа-интернат. И тема «Вредные привычки и их влияние на организм ребенка». Только извините, пожалуйста, Иванникова Ирина Михайловна. Извините, Иванникова Ирина Михайловна. Здравствуйте. Значит, вредные привычки и их влияние на здоровье ребенка. У меня старшеклассники, и поэтому я провожу большую работу по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании. В моей группе состоялось открытое мероприятие «Вредные привычки и их влияние на здоровье ребенка». Дебаты. Цель – дать представление о неблагоприятных для человека последствиях вредных привычек. Воспитанникам предстояло ответить на следующие вопросы. Как влияют на здоровье человека вредные привычки? И как преодолеть от них зависимость? Мероприятие проходило в форме дебаты. Школьники, отвечая на вопросы викторины, спорили и доказывали свое мнение. Команды «Дружба» от слова «дружные» и «Луч» от слова «лучшие» внимательно читали задания на слайде и совещались между собой, прежде чем ответить на вопрос. А комиссия в лице медработника и социального педагога решала, чей ответ верный. Ребята дали определение термина «привычка». Привычки могут оказывать влияние на здоровье человека.
И отсюда привычки, способствующие сохранению здоровья, считаются полезными, а привычки, наносящие вред здоровью, вредными. Старшеклассникам предстояло выяснить, как вредят здоровью алкоголизм, наркомания и табакокурение. На слайде были такие вопросы. Например, в переводе с арабского он означает «одурманивающий». Это яд для всех органов нашего организма. О чем речь? И варианты ответов. Алкоголизм, алкоголь, табак, наркотики. Чтобы ребята давали свои варианты ответов, но чтобы лучше разобраться в этом вопросе, я использую современные технологии. И видеоролик «Как убивает алкоголь» продемонстрировал негативное влияние этого вещества на все органы тела. Алкоголь угнетает деятельность головного мозга, еще становится причиной ссор и драк, болезней, аварий на дорогах и предприятиях, смерти людей. Также ребята узнали, что подростки 16-18 лет подлежат административной ответственности за употребление спиртных напитков и нахождение в состоянии опьянения в общественных местах, так же, как и взрослые. Еще вопрос. В средние века во многих странах употреблять это вещество запрещалось законом. За нарушение в Турции была введена смертная казнь. О какой вредной привычке идет речь? И варианты ответов. Правильным ответом оказалось табакокурение. 30% вредных веществ табачного дыма поступает в легкие курящего, 20% сгорает, 50% токсических веществ поступает в воздух. Установлено, что табачный дым при пассивном курении более агрессивен. Курильщик рискует своим здоровьем. Вот почему курение считается одним из факторов риска. Обучающиеся подготовили сообщение о вреде курения. Я использовала вот такое пособие, есть в библиотеке нашей школы, «Наш выбор. Здоровый образ жизни без табака, алкоголя, наркотиков» для учащихся Воронежской области, их родителей и учителей, 7-9 классы. Последствия злоупотреблений вредными привычками для человека печальны. Это проблемы со здоровьем, полная зависимость, укорачивание жизни. Но еще большую опасность таят в себе наркотики. Люди, регулярно принимающие наркотики, подвергают свой организм постоянной интоксикации. Употребление таких средств можно сравнить с приемом яда. Страдают практически все системы и органы организма человека. Развиваются разные психические заболевания. С информацией о последствиях употребления наркотиков выступила медицинская сестра нашего интерната. А социальный педагог рассказала ребятам, каким способом происходит вовлечение подростков и молодежи в наркоманию. Ребята слушали очень внимательно. И потом мы подошли уже к профилактике с детьми, тоже опять с вопросами на слайдах, и выяснили, что лучшая профилактика вредных привычек – это увлечение любимым делом, занятие спортом, общение с друзьями, пребывание на свежем воздухе. Вместе со мной ребята также еще выступили с защитой подготовленного домашнего задания – рисунков по здоровому образу жизни. Ну и, конечно, для большего интереса подготовили небольшое выступление – это стихотворение. «Вредные привычки брось навсегда, чтобы не случилось с тобой беда. Умей сказать «нет» вредным привычкам, тогда в твоей жизни все будет отлично». Это шло как призыв на нашем мероприятии. И пожелание подросткам: наличие вредной привычки – это путь к болезни. Старайтесь их не приобретать. Если они есть, никогда не поздно от них отказаться. Рассуждайте так: я умею думать, умею рассуждать, что полезно для здоровья, буду выбирать. Спасибо. Огромное спасибо за доклад о вредных привычках Ирине Михайловне высказываем, да, и слово предоставляется Наталье Владимировне Крюковой. Тему доклада вы озвучите сами, да? Да, хорошо. Добрый день. Я хочу поделиться опытом, как мы
помогаем нашим детям с умственной отсталостью различной степени тяжести включаться в социальные отношения. Каждый ребенок с интеллектуальными нарушениями индивидуален и нуждается в наличии определенных условий, в создании которых участвуют педагоги и специалисты образовательного учреждения. Это наличие адаптированных образовательных программ, учитывающих индивидуальные особенности развития каждого обучающегося, педагогический поиск методов, форм, средств обучения, предоставление психологических, социальных и медицинских услуг, учет особенностей развития детей с интеллектуальными нарушениями в сотрудничестве педагога и ребенка, детей в классе или группе, специалистов и родителей. Рождение ребенка обычно воспринимается в семье как радость, несмотря на изменения в привычном жизненном укладе, требующие больших затрат и времени и сил. И не каждый родитель способен без душевных переживаний и сомнений принять ситуацию, когда выясняется, что у ребенка обнаружены какие-либо отклонения в развитии. Часто родители пытаются выяснять причины, повлиявшие на возникновение данных отклонений в здоровье ребенка, обращаясь в различные медицинские организации. Испытывают тревогу за развитие и жизнь их малыша. Взаимоотношения между взрослыми членами семьи могут резко ухудшиться. Не все мужчины или женщины готовы с пониманием и заботой отнестись к близким людям. Большое количество таких семей распадается. Чаще именно женские плечи стараются выдержать ношу забот и переживаний, связанных с особенностями развития ребенка. Именно мать, ухаживающая и воспитывающая ребенка-инвалида, старается использовать различные средства для того, чтобы приспособить его к современным условиям жизни. Нередко родители, испробовавшие различные варианты, обращаются к нам за помощью уже с чувством безнадежности. Возможности тяжело отсталого ребенка крайне невелики. Его продвижение, особенно в первые годы жизни, на первых этапах обучения, может быть малозаметным. Родители таких детей нуждаются в профессиональной помощи специалистов образовательного учреждения. В доверительной беседе с близкими обучающегося педагог получает информацию о появившихся, пусть даже незначительных на первый взгляд, детских успехах, помогая родителям укреплять надежду на продвижение в развитии их ребенка. Возможно, он проявляет доброжелательность по отношению к близким родственникам, может быть, ласково гладит младшую сестру. Или утвердительно ответит на вопрос о том, что любит кого-то из близких, папу, бабушку. Умеет радоваться подаркам. Известно, что эмоциональная сфера у тяжело отсталых детей относительно более сохранна, чем интеллект. Или у ребенка появились достижения в бытовом плане. Он научился раскладывать столовые приборы при сервировке стола, пользоваться веником, например, помогая старшим в уборке комнаты. Родителям не только приятно, но необходимо учитывать в повседневной жизни даже самые маленькие, едва заметные успехи в учебной или другой деятельности. Например, ребенок затрудняется пересчитывать предметы, но ему хватит внимания, чтобы собрать и положить эти предметы в коробку. Не сможет застегнуть куртку, но научился надевать ее самостоятельно. Педагог подбирает доступное для ребенка задание и советует родителям терпеливо закреплять появившиеся успехи. В процессе социального взаимодействия с педагогом, одноклассниками, родными людьми происходит постепенное определенное развитие ребенка с особыми потребностями. Необходимо разъяснять родителям, что развитие ребенка всецело зависит от отношения и участия окружающих, что позитивное общение и занятия с ребенком нужно начинать как можно раньше и проводить их изо дня в день. Ошибочным является мнение о том, что ребенок с возрастом самостоятельно научится играть, говорить, одеваться. Положительных результатов легче добиться в том случае, если разговор с родителем начать с того, чего обучающийся уже достиг в своем развитии, какие задачи предстоит решить в дальнейшем. Особенности поведения и эмоциональной сферы ребенка должны обсуждаться в ходе доброжелательной, доверительной беседы. Педагог должен учитывать, что нередко образовательный уровень родителей и близких родственников, бабушек или дедушек, тяжело отсталых детей, достаточно высок. Многие из них имеют высшее образование, изучили соответствующую информацию и в диалоге с педагогом могут выступать как собеседники, осведомленные в вопросах специальной педагогики. Ребенок с интеллектуальными нарушениями в период начального образования нуждается в том, чтобы занятия проходили в игровой форме. Разнообразные познавательные игры в кругу одноклассников расширяют кругозор, развивают речь. Необходимо вносить в жизнь ребенка положительные эмоции, хвалить его, поддерживать инициативу. Интерес к обучению возникает в том случае, когда игровые ситуации учитывают детский жизненный опыт.
Родители должны как можно чаще называть интересующие ребенка предметы и связанные с ними действия, имена окружающих, а также задавать простые вопросы, побуждая к желанию дать ответ. Педагог и родители учат ребенка не только рассматривать предметы, но и производить определенные действия, ощупывать, брать в руки. Тогда он научится узнавать и называть различные предметы посуды, мебели, одежды, ну, то есть тем, чем он пользуется в жизни. С возрастом ребенок сможет при поддержке взрослых выполнять различные действия по организации помощи в домашних делах. Ну, например, мыть посуду, поливать цветы и так далее. Педагог помогает родителям взаимодействовать с ребенком таким образом, чтобы возникла ситуация потребности к высказыванию. Попросить недостающий предмет, например, когда он рисует, может быть, карандаш. Необходимо объяснить родителям, что они совершают ошибку, если стараются предупредить любую попытку ребенка к самостоятельным действиям, лишая его возможности общения с окружающими. Необходимо вовлекать в практическую деятельность самого ребенка. Он должен увидеть, а потом попробовать вместе со взрослыми выполнить то или иное задание. Постепенно в результате игровой, предметно-практической деятельности вырабатываются навыки социального взаимодействия. Выработка у детей положительных привычек и навыков поведения, а также четкой последовательности выполнения отдельных действий играет важную роль. В дальнейшем они соблюдают тот порядок, какой усвоили под контролем взрослых, освобождаясь от состояния беспомощности в непривычных условиях. Они должны уметь знать, называть, где они живут, свое имя, фамилию, если у ребенка в достаточной мере сформирована речь. Не всегда родители доверяют своему ребенку выполнять элементарную домашнюю работу, ставя его в полную зависимость от окружающих. Необходимо убеждать их, что дети с нарушением интеллекта способны выполнить простые поручения. Вытирать пыль, убирать со стола, мыть посуду. Целесообразно предложить ребенку выполнить более легкие действия с предметами сначала, но в дальнейшем вернуться к заданию, которое ранее для него было трудным. Дети с интеллектуальными нарушениями нуждаются в чутком, бережном подходе. Надо стараться предупредить возможные конфликты, эмоциональные вспышки. На возбудимых детей эффективно действует спокойный, но требовательный тон взрослого. Поощрение. Нельзя оставлять долгое время ребенка бездеятельным. Можно предлагать разнообразные задания. Собрать игрушки, поставить на стол предметы посуды, положить карандаши в коробку, отнести бабушке книгу, подать папе чашку с чаем и так далее. Следует уделять внимание развитию у детей элементарных нравственных понятий. Внимательное, сочувственное отношение к людям воспитывается в процессе активной деятельности. Если это класс, подать однокласснику тетрадь. И если дома, укрыть сестренку одеялом, если ей холодно. Или подарить изготовленную с помощью взрослых, например, открытку к празднику. При общении к ценностям и правилам социального поведения в окружении педагогов, родственников, одноклассников способствует формированию представления о способах взаимодействия с окружающими, стимулирует позитивное социальное развитие, в том числе и ребенка с умственной отсталостью. Спасибо за внимание. Благодарим Наталью Владимировну за доклад. Слово для выступления предоставляется Лисецкой Татьяне Евгеньевне. Тема доклада «Ребенок с ОВЗ в современном обществе». Да, добрый день. Педагогический коллектив нашей школы работает над методической темой введения и реализации федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития и образования обучающихся с умственной отсталостью, то есть интеллектуальными нарушениями. Одной из главных задач школы-интерната является социализация обучающихся, подготовка их к самостоятельной жизни. Как я сказала, в нашей школе обучаются дети с ЗПР, задержкой психического развития. И это нарушение нормального темпа психического развития. Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются изменчивостью и диффузностью, носят временный характер. При ЗПР имеет место, в отличие от умственной отсталости, обратимость интеллектуального дефекта. Умственная отсталость – это состояние, характеризующееся нарушениями психического развития в интеллектуальной, познавательной, эмоциональной и других сферах психики и приводящих к социальной дезадаптации. В своих
в соответствии с требованием ВГОС для обучения с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными жизненными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. В соответствии с требованием ВГОС для обучающихся с задержкой психического развития оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные результаты освоения основной общеобразовательной адаптированной общеосновной программы обучающимся ЗПР включают индивидуально-личностные качества и социальные жизненные компетенции, социально значимые ценные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования, введение обучающихся ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Реализуя адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с легкой умственной отсталостью, с интеллектуальными нарушениями, варианта 1, то есть здесь 1 и 4 классы, и адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с задержкой психического развития, на каждом учебном предмете стараюсь использовать различные инновационные технологии, в том числе и сюжетно-ролевые игры. Игра является основным видом деятельности младших школьников. С помощью игры обучающиеся приобретают навыки социального поведения, социальной компетентности, повышают творческую активность на уроке и во внеурочное время, легче воспринимают окружающую действительность и программный материал, формируют коммуникативную компетентность. На уроках математики при изучении темы наименования мер стоимости мы играем в игру «Магазин», где дети учатся не только правилам поведения в магазине, выполнению роли продавца и покупателя, но и выполняют арифметические действия по подсчету стоимости покупки, узнают цену товара, знакомятся с монетами и купюрами. При изучении темы решения задач в пределах 100 и 1000 обучающиеся выступают в роли экологов. Они решают задачи на определение загрязнения окружающей среды, предъявляют претензии к руководителям предприятий в кавычках. С помощью игры обучающиеся развиваются как личность. У них формируются те стороны психики, от которых будет зависеть успешность их учебной и трудовой деятельности, их отношение к людям. Сюжетно-ролевые игры это наилучший способ социализации, коррекционно-развивающего воздействия на обучающихся. В игре проявляется принцип обучения, учить играя. Коррекционно-развивающая программа «Я познаю мир», разработанная в нашей школе-интернате, позволяет формировать и совершенствовать у обучающихся с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий, службы, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Мы вместе с детьми совершаем экскурсии в магазины, на почту, в парикмахерскую, в ремонтные мастерские, где обучающиеся узнают о деятельности предприятия, демонстрируют культуру поведения, учатся заполнять бланки, оплачивать квитанции. Сюжетно-ролевые игры программы предусмотрены на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. После проведения экскурсии в парикмахерскую предлагаю детям сделать кукле с длинными волосами красивую прическу у ребенка-парикмахера. С помощью детей выясняем деятельность парикмахера и других работников салона красоты. Стрижка, укладка, покраска волос, маникюр. Довольная кукла благодарит за хорошо сделанную прическу, расплачивается и обещает ходить только в эту парикмахерскую. На уроках развития речевая практика и окружающий мир обучающиеся учатся общаться с людьми,
понятно излагать просьбу, у них формируются навыки культурного поведения. С помощью сюжетно-ролевой игры дети учатся разговаривать по телефону, принимать и развлекать гостей, дарить и принимать подарки, моделируют диалоги по различным темам, проигрывают выходы из различных жизненных ситуаций. В процессе игры обучающиеся пополняют активный словарный запас, учатся излагать свои мысли, вести диалоги. Дети формируют социальный опыт взаимодействия с окружающими, создают контакты со сверстниками. При изучении предметов чтения и литературное чтение в добукварный период я организую игру «Зоопарк». Школьники приобретают билеты в кассе, в кавычках приобретают, и провожу виртуальную экскурсию по зоопарку. Показываю детям, где и как живут рыбы, пресмыкающиеся, млекопитающие, что они едят. В процессе игры обращаю внимание на уход за животными, правилам поведения в зоопарке. В ходе чтения произведений, особенно русских народных сказок, басен, часто используют чтение по ролям, инсценирование. Дети с большим желанием проигрывают сценки, изображая действия лиц мимикой, жестами, изменением тембра голоса. В ходе изучения учебных предметов «Мир природы и человека» и «Окружающий мир» при прохождении темы «Человек» использую сложные сюжеты, играю в игру «Больница». У детей не один врач, а несколько врачей-специалистов, медсестер, пациентов. Объединяю игры дочки, матери и больницы. Когда заболели ребенок, бабушка. Создается необходимость вызвать по телефону машину скорой помощи, пригласить в игру водителя скорой помощи, встретить врачей, собрать больных в стационар, провести лечение. При проведении игр развиваются ролевые диалоги. На уроках русского языка при разыгрывании жизненных ситуаций дети учатся подписывать конверт и писать письмо Деду Морозу в Великий Устюг, составлять список продуктов для покупки в магазине, писать записку родителям, записывать в алфавитном порядке имена приглашенных на день рождения, подписывать поздравительные открытки. Большое внимание также уделяется и семье. Семья – это важнейший институт социализации детей с ограниченными возможностями. Именно в домашней обстановке он приобретает ту среду, которая позволяет ребенку познать человеческие формы поведения, развить душевные качества и позаботиться об интеллектуальных способностях человека, ограниченном в психическом и физиологическом смысле. Коррекционные и реабилитационные программы направлены на воспитание симпатии в отношении окружающих детей и взрослых, а также на формирование привычек, позволяющих в дальнейшем заботиться о себе и близких. От взрослого требуется много терпения и спокойствия. Ребенок должен быть уверен, что у него есть серьезная поддержка и понимание в виде родного взрослого человека. Социальная адаптация – это непрерывный процесс, в котором взаимодействует личность и общество. Главная проблема ребенка с недоразвитием заключается в его связи с миром, в ограничении мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограничении общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда и к элементарному образованию. Необходимо признание роли семьи как микрофакторов в процессе воспитания и развития обучающихся для более полной и успешной социализации его личности. Социально-педагогическую деятельность необходимо реализовывать как технологию перевода социальной ситуации развития ребенка в педагогическую, образовательную, воспитательную, обучающую, развивающую. В основе процесса социальной адаптации лежит ознакомление детей с социальной действительностью. При этом важно, чтобы были учтены возрастные особенности ребенка, так как эти критерии по своей природе социальны, и их приоритетное развитие обеспечивается в процессе социализации. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Благодарим Татьяну Евгеньевну за доклад. И слово для выступления предоставляем Тришину Андрею Игоревичу. Это инструктор по физической культуре Борисоглебской школы-интернат. Тема доклада – спорт, ориентир здорового образа жизни у обучающихся с ОВЗ.
Актуальной проблемой современного общества является ухудшение состояния здоровья подрастающего поколения. Все чаще появляются как врожденные, так и приобретенные заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, дыхательной системы, нарушения опорно-двигательного аппарата. Все чаще звучит фраза «абсолютно здоровых детей нет», а ведь здоровье является высшей ценностью человека. Особенно важно, когда речь идет о детях, ведь именно они наше будущее, будущее России. По статистике, более 50% первоклассников уже имеют хронические заболевания. В свете реализации нового государственного стандарта воспитания культуры здоровья охватывает абсолютно всех детей, включая тех, чьи возможности здоровья ограничены. Занятия физической культурой для детей с ограниченными возможностями здоровья ведутся как в рамках урочной, так и в рамках внеурочной деятельности. Дети с ОВЗ – особенные дети, но и они стараются добиться успеха в том, чем они занимаются. Они так же, как мы все, побеждают и проигрывают, радуются и огорчаются, то есть живут полной жизнью со всеми радостями и горестями. Отличие их в одном – возможности их ограничены, и жить им поэтому труднее. Социализация ребенка с ОВЗ происходит в процессе реализации потребностей в психическом и физическом развитии и предусматривает в том числе и воспитание у учащихся здорового образа жизни. Физическое воспитание в нашей школе занимает одно из главенствующих мест. Занятия физической культурой и спортом укрепляют здоровье, помогает интеллектуальному, физическому и эмоциональному развитию ребенка. Систематические занятия физическими упражнениями в совокупности с четким соблюдением режимных моментов являются надежным средством профилактики против многих заболеваний. Также они способствуют мобилизации жизненно важных функций организма, воспитывают такие качества, как сила воли, энергичность, собранность, уверенность. Основная ответственность за формирование здорового образа жизни ребят в школе ложится на уроки физкультуры, занятия в различных спортивных секциях во внеурочное время. Внеурочная деятельность в аспекте федеральных государственных образовательных стандартов общего образования понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения обучающимися основных образовательных программ. Помимо решения задач общего развития обучающихся, в процессе внеурочной деятельности я реализую принципы, обеспечивающие коррекцию и компенсацию психофизических недостатков у обучающихся с ограниченными возможностями, а также к успешную социальную адаптацию. Занятия физической культуры должны быть регулярными, нагрузки при этом должны увеличиваться постепенно по мере развития физических возможностей ребенка. Основные методы и методические приемы, которые используются при проведении физкультурных занятий с умственно отсталыми учащимися, это метод формирования знаний, метод обучения двигательным действиям, метод развития физических способностей, игровой метод, метод психического регулирования, метод формирования познавательной деятельности. В основу занятий положена система простейших физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Эффективным средством развития психофизических качеств у детей с ограниченными возможностями здоровья является игровой метод. Подвижные спортивные игры позволяют расширить двигательный опыт и приобрести навыки группового и командного взаимодействия. Игровая деятельность также способствует развитию мотивационной и психической сферы успешной социальной интеграции. В игре ребенок учится преодолевать трудности, у него воспитываются и волевые качества, настойчивость, выдержка. Подвижная игра, как и любая другая, сопровождает человека все его детские годы. Подвижные игры не только укрепляют здоровье и развивают организм, но они являются средством культурно-нравственного воспитания и приобщения человека к обществу. Игра – это самое доступное и эффективное средство воспитания ребенка. В подвижных играх используются знакомые и доступные виды естественных движений,
ходьба, бег, лазание, прыжки, упражнения с мячом. В них нет сложной техники и тактики, а правила всегда можно изменить в соответствии с физическими и интеллектуальными возможностями ребенка. Желание играть – это главный стимул, побуждающий ребенка к игровой деятельности. Замечено, что в игре дети охотно и с интересом выполняют то, что вне игры кажется им неинтересным, трудным. Поэтому в игре легче преодолеваются психические и эмоциональные проблемы. Особая ценность подвижных игр для детей с ОВЗ заключается в возможности одновременного воздействия на моторную и психическую сферы. Быстрая смена игровых ситуаций предъявляет повышенные требования к подвижности нервных процессов, быстроте реакции и нестандартности действий. Игры вынуждают мыслить наиболее экономно, реагировать на действия партнеров, приспосабливаться к обстановке. Играющему ребенку приходится выбирать и совершать из множества операций ту операцию, которая, по его мнению, может принести успех в игре. У ребенка, не занимающегося спортом, самоутверждение может выражаться в приобретении вредных привычек, курении, алкоголь, наркотики, или в абстрагировании от коллектива. Возможность занятий спортом для развития ребенка с ОВЗ заключается также в том, что одним из условий всестороннего развития личности является достаточная двигательная активность. Физическое воспитание содействует и формированию нравственных качеств. У детей воспитываются и закрепляются коллективистские навыки, товарищество, правильное отношение к требованиям дисциплины, чувство чести, класса, школы. В ходе таких занятий появляются большие возможности для приобретения школьниками положительных качеств и привычек. При этом нравственное воспитание не происходит без волевых усилий самих учащихся. Каждый учащийся, выполняя совместные практические действия, неминуемо вступает в определенные отношения с коллективом, с отдельными учениками, предъявляет определенные требования и к самому себе. Благодаря этому дети приучаются выполнять правила поведения, у них вырабатываются навыки, привычки, правильно вести себя в обществе. Зачастую педагогам приходится сталкиваться с проблемой отсутствия у ребенка мотивации к образовательной деятельности. Но это отнюдь не значит, что фактор успешности для большинства воспитанников не играет значимой роли. Напротив, у детей с ярко выраженными лидерскими качествами наибольший интерес вызывают те виды деятельности, в которых присутствуют элементы соревновательности. То есть занятия спортом для таких детей и становится основной формой самореализации и способом утверждения себя в коллективе, детском, взрослом. Насколько интересным для детей окажется занятие спортом на протяжении нескольких лет, во многом зависит не только от того, как сам педагог построит свою тренировку, но и от степени реализации детьми уже своих знаний, умений и навыков. А в семье, где растет ребенок с ограниченными возможностями, зачастую трудности испытывают и родители или их законные представители. Внеурочные занятия физической культуры с участием родителей позволяют им получить педагогическую помощь, психологическую поддержку и обрести навык проведения физических упражнений в домашних условиях. Присутствие на занятиях родителей поможет ребенку чувствовать себя более комфортно и свободно. В законе об образовании в Российской Федерации обозначена одна из главных задач, которые стоят перед образовательным учреждением. Это взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития личности ребенка. Однако работа с родителями должна иметь индивидуальный характер, так как и социальный статус семьи различен, образованность родителей тоже. В одних семьях присутствует занятие спортом, в других, наоборот, далеки от него. Также большинство родителей могут проявлять заинтересованность данным вопросом. Ну, а некоторые больше надеются на Божью помощь. Как бы то ни было, задача педагога стараться повышать культуру, здоровый образ жизни всей семьи. Таким образом, основная цель работы образовательного учреждения в этом направлении следующая. Способствовать укреплению физического здоровья детей, снижению заболеваемости не только простудами, но и болезнями опорно-двигательного аппарата, психическими расстройствами, формированию потребностей в здоровом образе жизни у детей и родителей взрослых. Если занятие физическими упражнениями для человека, у которого нет двигательных недостатков, это условие активного общего развития,
то для вот наших детей с ОВЗ занятие спортом является одним из основных средств устранения отклонений в их двигательной сфере. Поэтому привлечение детей с ОВЗ к активным занятиям физической культуры, основанным на пробуждении положительного к ним интереса, должно рассматриваться как самое важное звено в комплексе учебно-воспитательной работы. Андрей Игоревич, мы благодарим вас за содержательный доклад и вот хотели бы попросить вас ответить от лица всех ваших коллег. Мы ознакомились с докладами, практически 7 докладов воспитателей, психологов, преподавателей, предметников школы-интернат Борисоглебска. И у нас сложилась некая картина о том, чем вы занимаетесь, как вы работаете. И тем не менее, вот остались ряд вопросов. Я задам буквально один только, да, у меня очень много вопросов к вам, вот к вашему коллективу, но один у меня вот так крутится, да. То есть по решению ВКК дети направляются на обучение в вашу школу, а вот обратный ход возможен ли из вашей коррекционной школы, да, 8-го типа, могут ли дети возвращаться в общеобразовательные школы? Потому что вот такое впечатление сложилось, что всесторонние, да, и спорт, и литература, и музыка, вот все специалисты занимаются с этими детьми. И вот, наверное, все-таки хотелось бы слышать, да, есть у них такая возможность вновь прийти в общеобразовательную школу? Конечно, есть. Она как раз и предусмотрена. Наши классы ЗПР, они многие потом обучаются в общеобразовательной школе. То есть по прошествии времени, особенно после 4-го класса. Они 4-го класса ориентировочно они могут возвращаться. А не ЗПР, скажем так. Тут уже понятно, да. В зависимости от желания семьи. Я, собственно, вопрос был адресован про ЗПР. Да, да, ЗПР как раз. Педагогическая запущенность ЗПР, они имеют возможность, потому что на самом деле, так как вы со своими детьми занимаетесь в интернате, наверное, вряд ли дети в общеобразовательных школах получают столько внимания. Да. Уже. Скажите, а вот еще еще один вопрос, все-таки не могу не удержаться, да, потому что в разных докладах это было. Кто-то говорил про вредные привычки, кто-то говорил про изобилие гаджетов. Ваши дети тоже вот этим страдают, то есть помимо вот таких глобальных проблем у вас еще есть и проблемы совершенно статистически обыкновенных детей, да? Конечно. То есть мы же живем не в изолированном пространстве. Как мы можем? Живя в городе, они же, если пришли с тайги к нам, тогда, может быть, у них этого не было. А они живут в обычных семьях, которые работают. То есть у вас без проживания в интернате? Есть проживание, есть приходящие, которые только обучаются, проходят сам подготовку, делают домашние задания и уходят уже вечером. То есть несколько степеней. Некоторые только обучаются, некоторые до вечера, а есть, которые с проживанием. Вплоть до каникул. Спасибо. Разные. От лица всех наших участников, да, я хотела бы поблагодарить вас за ваш огромный труд, совершенно бескорыстный и благодарный. И вот я вижу, что к нам присоединился Быченко Илья Викторович из Минска. Я предоставляю слово ему. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за то, что предоставили такую возможность выступить у вас на конференции. И скажите, видна ли презентация? Видно, нет, да? Презентации еще не видно, Илья Викторович. Сейчас, секунду. Да. Вот, сейчас вы запускаете. Оп. Другой участник осуществляет демонстрацию экрана. Так, Крюкова Арина Александровна, наверное, запустила свою демонстрацию. Все. Угу. А сейчас видно? Да, сейчас пойдет ваша демонстрация. Хорошо. Да, спасибо еще раз. Прошу прощения, что, возможно, не по порядку выступаю. Была нападка небольшая. И меня зовут Быченко Илья Викторович, я представляю Минск, Беларусь, являюсь научным сотрудником Республиканского научно-практического центра психического здоровья
И тема моего доклада – это феномен алекситимии в структуре личности пациентов с соматофорными расстройствами. Я немного бы хотел рассказать о, скажем так, что такое соматофорное расстройство, кому-то напомнить, кому-то, может быть, будет интересно, кто, может, не в курсе, кто смотрит данную конференцию. Соматофорное расстройство – это группа расстройств, где главным признаком являются постоянные соматические жалобы и симптомы со стороны пациентов, а также настойчивое стремление пациента в все новых обследованиях, несмотря на то, что результаты этих обследований не выявляют никакой соматической патологии, которая бы могли объяснить данную симптоматику пациента. Распространенность соматофорных расстройств варьируется от 26-35% среди пациентов первичной медико-санитарной помощи. А процент пациентов, которые, по крайней мере, имеют какой-то один симптом, который не может быть объяснен с медицинской точки зрения, тоже колеблется от 40 до 49%. И на сегодняшний день отсутствует какая-то единая концепция, какие-то конкретные механизмы, которые бы могли описать с одного подхода, скажем так, развитие соматофорных расстройств. Также можно сказать, что среди возможных причин выделяют наличие алекситимии как основным предиктором развития данных расстройств. И под алекситимией понимают трудности в описании определения своего эмоционального состояния, бедный эмоциональный словарь и неразвитость рефлексивного компонента эмоций. То есть они не могут описать ни свои эмоции, ни эмоции кого-то либо другого. И целью нашего исследования было изучить влияние алекситимии на развитие соматофорных расстройств. Выборка состояла из 125 респондентов, которая была разделена на основную и контрольную группы, где в основную группу вошли пациенты с соматофорными расстройствами и в контрольную вошли потенциально здоровые люди. Выборка статистически не различалась по возрасту. В основной группе средний возраст составил 41,7 лет, в контрольной группе средний возраст составил 36,5 лет. Выборка также не различалась, да, верно, по полу. Скажем так, в основной группе лица женского пола составило 64%, участники мужского пола 36%. В контрольной группе 77% женщин было и 23% мужчин. Ну, опять же, повторюсь, группы по полу и возрасту не различались. Методы, которые были использованы в данном исследовании, это Гистонский опросник психосоматических жалоб, Торонская шкала алекситимии в адаптации Ереська и авторская анкета для выявления социальных факторов. Также был использован международная классификация болезней 10-го пересмотра, с помощью которой выставлялась диагноз соматофорное расстройство. То есть верификация диагноза проводилась именно врачами-психиатрами-наркологами нашего центра. И вот что мы получили, какие результаты. Применив данные Торонской алекситимической шкалы в адаптации Ереська, мы сравнили с помощью однофакторного дисперсионного анализа среднегрупповые различия в группах. И, как видно на данной гистограмме, средний уровень в группе в основном, в принципе, различаются в группах. Более выражен уровень алекситимии в основной группе, чем в контрольной. И, как видно, что у респондентов из основной группы уровень алекситимии достаточно выражен по сравнению с контрольной группой, где, в принципе, средний уровень по группе, по данным нормативных вопросники, находится на низком уровне, то есть алекситимия отсутствует. И для этого мы решили выявить частоту встречаемости наличия алекситимии в группах. Для этого мы перекодировали данные шкалы алекситимии в категориальные, где за 0 баллов мы взяли отсутствие алекситимии, за единицу взяли склонность к алекситимии, и за выраженную алекситимию мы взяли, по данным нормативного опросника, это, по-моему, 74 балла и выше. И вот, как видите, в данной таблице были также выявлены статистически значимые различия с помощью хи-квадрата Пирсона. И в основной группе была, скажем так, более выражена алекситимия у 64,1%, то есть более 64% пациентов имели выраженную алекситимию, по сравнению с контрольной, где только лишь 17%, чуть больше, была у здоровых лиц. Также склонность к алекситимии в основной группе была около 23%, в контрольной группе было 20%,
Ну и, как видите, в основном отсутствует алекситимия в контрольной группе, более 62%. С помощью данных медицинского опросника психосоматических жалоб и Ромской алекситимической шкалы мы решили проверить связь данных переменных. С помощью корреляционного анализа мы выявили достоверные взаимосвязи. Как вы видите, взаимосвязь алекситимия была выражена со шкалой истощения, где видна прямая умеренная связь, то есть чем больше была выражена алекситимия, тем, скажем так, интенсивность жалоб была среди пациентов. Также по шкале желудочной жалобы мы тоже видим умеренную прямую связь. По шкале ревматический фактор также мы видим умеренную прямую связь. И по шкале сердечной жалобы тоже умеренная прямая связь. И по шкале интенсивных жалоб тоже умеренная прямая связь со шкалой алекситимии. То есть я еще раз повторюсь, что чем выраженнее была алекситимия, тем самым интенсивность предъявляемых жалоб со стороны пациентов была выше. Для того, чтобы определить, выявить, какие факторы могут оказывать на развитие алекситимии у пациентов с соматофорными расстройствами, мы решили применить точные критерии Фишера, и где у нас были получены следующие социальные факторы, которые оказывают влияние на развитие на развитие алекситимии у пациентов с соматофорными расстройствами. И как вы видите, в таблице видно, что стиль воспитания со стороны родителей в детстве, именно деструктивный, оказывал большее влияние на развитие алекситимии пациентов с соматофорными расстройствами. То есть деструктивный стиль со стороны родителей прямым образом, с точностью критерия Фишера, можно сказать, что влиял на развитие алекситимии, который, возможно, приводил алекситимию к развитию соматофорных расстройств. И также количество психотравматических событий в детстве от 2, 3 и более также оказывало влияние на развитие алекситимии по сравнению с пациентами, которые не имели психотравматических ситуаций в детстве или имели только одно травматическое событие в детстве. И в связи с этим я хотел бы сделать вывод, что пациенты с соматофорными расстройствами имеют более высокий уровень алекситимии по сравнению со здоровыми людьми. Среди пациентов, скажем так, с соматофорными расстройствами более 87% имеют алекситимические черты личности, то есть это склонность к алекситимии и выраженную алекситимию. Данная черта представляет собой фактор риска развития соматофорных расстройств, и также была установлена прямая связь алекситимии с предъявляемыми соматическими жалобами со стороны пациентов. И формирование алекситимии происходит под действием социальных факторов, таких как деструктивный стиль воспитания со стороны родителей в детстве и количество психотравмирующих ситуаций в детстве. Здесь я хотел немножко сделать такой акцент на том, что это мы склонны делать вывод о том, что это развитие вторичной алекситимии, которая формируется именно прижизненно, с помощью под действием именно социальных факторов. Вот. И на этом у меня все. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Илья Викторович, спасибо. Спасибо за доклад. У коллеги есть вопросы? Да, можно задать вопрос? Пожалуйста. Да, очень интересный доклад, спасибо большое. Можно прояснить, что для вас конструктивный, а что деструктивный стиль родительского воспитания? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. На самом деле в анкете у нас он был разделен на 4 стиля. Это авторитарный, авторитетный, доверительный и гиперопека. И вот эти вот мы стили решили для, скажем так, удобства применения статистики. Мы решили их перекодировать в деструктивный и конструктивный стиль, где в конструктивный вошли авторитетный стиль и доверительный стиль, а авторитарный и гиперопека вошли в деструктивный стиль. То есть мы вот таким образом перекодировали. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы есть? Илья Викторович, у меня сразу 2 вопроса. Ну, первый такой, я, скорее всего, прослушала, да? По какому принципу формировались и делились контрольные и опытные группы? Это первый вопрос. Отвечать, да?
Да. Спасибо за вопрос. Они делились по диагнозу. То есть соматоформное расстройство выставлял врач-психиатр-нарколог, именно F45. Он вошел в основную группу. Все остальные были, то есть не обращались за психиатрической помощью. То есть у них не было диагноза. То есть вот так и делились. То есть с помощью, то есть только диагноз делили. То есть F45 уходили в основную группу. Ну, то есть это были пациенты нашего стационара, а контрольные мы набирали, скажем так, грубо говоря, с улицы. Так, и тем не менее, там вот в таблице показано же все-таки это, что и в контрольной группе были обнаружены признаки алекситимии. Да, конечно, я не отрицаю этого. Так они так и есть. В этом уже давно твердят в научных изданиях о том, что и здоровые люди могут испытывать алекситимию. Только вопрос в том, почему алекситимия кого-то приводит к соматоформным расстройствам, а кого-то не приводит. Вот в этом была вся загвоздка. Поэтому мы основную группу, в основной группе мы изучали социальные факторы, влияющие на развитие алекситимии. Понятно, все, спасибо. Понятно стало. И ну, я вижу, что это такая отличная практикоориентированная работа. И скажите тогда, вот какие практические рекомендации могли бы вы дать родителям? Спасибо. Ну, на самом деле, такой вопрос уже где-то встречался на обсуждениях, конференциях. Родителям, ну, насколько я знаю, в принципе, родителям это, опять-таки, выстраивать доверительные отношения, да, если мы говорим о родителях. О том, чтобы не формировалась алекситимия, мне вот подсказали, например, питерские коллеги, что существуют некие, как такие, для детей, для младших школьников в основном таблицы эмоций, где они смотрят на них, и там различный спектр эмоций. То есть в этом проблема алекситимии, что они весь спектр не могут уловить, ну, какие эмоции человек испытывает. И там такие картинки, как я говорил, я потом посмотрел, что это в Германии, оказывается, тоже используют именно. Это просто такой стендовый доклад, который дети сами смотрят на них. И тем образом они научаются, обучаются выражать эмоции, скажем так, какие, в принципе, какой спектр эмоций существует. А для родителей это выстраивать доверительные отношения, на самом деле. То есть именно давать доступ к выражению эмоций, не запрещать эмоции ни в коем случае. Общение, да, поощрение, выражение, и плохих эмоций, и плохих и хороших, всех эмоций. То есть вот. Понятно, спасибо. Спасибо большое. Еще вопросы можно есть? вопрос? Да, можно вопрос. А как вот уже в вашем стационаре проводится коррекция вот с такими людьми, которые у вас находятся? Спасибо за вопрос. Ну, так как коррекция психологическая именно. Да, спасибо. Да, я психолог, и в основном они у нас в стационарах больше месяца, потому что это трудные пациенты, трудные и дифференцирование диагноза, и лечение, в принципе, это вообще в лечении. Ну, психокоррекции, что вы имеете в виду, на самом деле я являюсь научным сотрудником стационара, я не оказываю психокоррекцию. То есть я больше ничего не занимаюсь исследовательской деятельностью. Ну, мы так полагаем, это все-таки группа у вас, да, группа диагностов, группа, которая занимается коррекцией. Да, верно. Ну, насколько я знаю, врачи на первых стадиях это глушат соматоформную симптоматику, а последующим рекомендация психотерапевта, либо психолога. А как психолог с ними занимается, что приводит какие психокоррекционные мероприятия, ну, знаете, их много. Сейчас вот, я знаю, не ведущую роль, но везде трубит КПТ, прям вот используют когнитивно-поведенческую терапию. Спасибо за ответ. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо. Еще вопросы есть? Ну что, коллеги, тогда хотелось бы сказать, что на этом повестка секционного заседания исчерпана. 13 человек у нас заявлялись с докладами. Все 13 докладов в той или иной, мы маленечко меняли последовательность, но все равно все доклады были прослушаны. И я секционное занятие объявляю закрытым. Вот в чате, правда, были вопросы. Перед тем, как мы отключимся, давайте я озвучу. На какие-то вопросы я сумею ответить. Значит, были вопросы по поводу сборника. Значит, электронный вариант сборника можно просмотреть в течение этой недели на страничке факультета психологии БГПУ имени Акмуллы. Печатный вариант пока затрудняюсь сказать, потому что он только вычитан редакторами и только его подгрузят на электронную площадку. Все будет зависеть от того, как быстро типография примется за работу.
Далее, второй вопрос касался... А можно здесь вопрос следующий? Вот когда, извините, пожалуйста, что перебиваю, а вот когда будет готовый электронный, ну вот этот печатный вариант, как можно будет приобрести или как? Вот в информационном письме, я думаю, более четко нужно будет посмотреть, будет ли связь с авторами. Вообще раньше, ну, когда за сборник отвечала, положим, я, авторы могли получать иногородние по почте, мы им рассылку делали, а уфимские они приходили, забирали на кафедре. В данном случае за сборник отвечала зам декана по учебной работе, по, извините, научной работе, и как у них запланирована была вот связь с авторами, честно, не знаю. Вот я пока видела эти вопросы, связывалась с ними, и вот все, что я знаю, это я знаю лишь, что в течение этой недели электронный вариант будет, позже будет печатный вариант. Тогда я вам советую не терять информационные письма, там в конце есть... источник, да, там координаты человека, который отвечает. Это Тимирьянова Лилия Николаевна. Лучше с ней связаться и узнать, каким образом вы получите свои сборники. А там ее телефон есть тоже, да? Ну, вообще в информационных письмах так положено. Контактное лицо, кто отвечает за вот, спасибо, эти моменты. Затем... Сертификаты участников не предполагались, в смету не входили, соответственно, сертификатов участников у вас не будет. Так. Ну, по ходу вот такие организационные вопросы, это все. Единственное, что получается в 18:00 будет еще раз сбор по ссылочке, вы можете пройти, и как раз Лилия Николаевна ответит вам на эти вопросы. Итоги конференции. Это по этой же ссылочке, да? Нет, то, что я вам высылала в программе, там далее еще одна ссылка есть на завершение конференции. Вот если вы по этой ссылке пройдете, вы сможете задать Лилии Николаевне все вопросы. Потому что организационные моменты это были на ней. Мы с Ольгой Михайловной только секцию вели. Так, благодарю всех за работу. Были очень интересные доклады. Все, и техническая поддержка, я думаю, была на высоте. Не было включений, шумов, ничто не прерывалось. Все хорошо. Ну, еще раз прошу простить за то, что были, наверное, опечатки, потому что торопилась, и нужно было и связываться с организаторами, и печатать, и вас объявлять. Где-то могли быть опечатки в чате. Коллеги, кто-то что-то хочет сказать? Да, всем спасибо, всего доброго всем. Да, всего доброго. Спасибо большое. Спасибо большое за содержательное мероприятие. Спасибо. Спасибо вам всем. Всего доброго, до встречи. До Может свидания. быть, на других конференциях. Всего доброго. До свидания. До свидания.